Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas todo y sito noche. Ya veo por qué no lo veo. Anastin. Сильная атака идет на акинцев, очень сильная, вне всякого сомнения. Сильнейшее давление идет на акинцев, приписывая их из-за диалекта, хотя, честно сказать, и стравливая их непосредственно и с нами. Но посмотрим. Интересно еще впереди. Чем занимаются блогеры? Исторические блогеры. Они размещают материалы, документы, которые указывают, которые мы доселе вообще немножко придерживали. Нет, свой наски. Их никто не спорит, не оспаривает. Тут речь не об оспаривании. Ночи народу никого не надо оспаривать. Алейкум салам. Ош бено. Бено ош. Давал. Самое интересное впереди. Как говорится, четкая, мощная, Цундера, işte интересно. Вать большего, барабан на шею, вперед. Да, Воша, так бывает, что приходится иногда заниматься тем, что скоро все узнаешь сам. Алейкум салам. Я видел твой вопрос. К сожалению, Волков я не знаю, Волкова я знаю. Материалы очень сыроватые. Чагаева мало вообще использовал, потому что не видел. У Чакаева очень узкое направление в истории, я бы сказал, и я бы не стал сильно доверять ему, к сожалению. Можно ли доверить, нельзя ли доверить, это дело каждого. Каждый выбирает себе историков. Сталбулат, Оша, ты просто не слышал этого. Это... Я даже буду зачитывать эти моменты. Буду зачитывать, чтобы знали, оказывается. Просто из-за совпадения языковое просто по этим вопросам. Материалы Сигаури для меня намного более лучшими, считаю. С Натаевым я встречался, у него, к сожалению, он видит все, мы разговаривали, общались, он видит это все через призму своего понимания. Еще раз хочу вам объяснить, уважаемые мои друзья, уважаемые дорогие подписчики.
Запомните раз и навсегда. Научный истеблишмент, взятие всех этих людей, они пытаются, они живут в своем мире. Они думают, свое, видят все свое видение, которые они именно видят только как они с научной точки зрения. Они не понимают, что порой некоторые работы нужно доносить до людей, доводить до людей таким образом, чтобы все люди понимали это, а не только их научный подход. Вот. Поэтому сегодня массивная работа ведется Сталбулат, Тоша, любой из вас, желающий, может отправить запрос в эфир. Гагуш водистхали еще жду. Поэтому у меня сомнений нету. А вот люди, которые пишут, закладывают это все на будущее, им должны отвечать в основном сами братья наши. Ассаламу алейкум башлам. Это правда, русские, никто ничего не скрывает. Русские могут говорить, трактовать только то, что у них есть и что у них написано. Нашу историю никто не будет нам преподносить в белой тарелочке с розовой каемочкой и говорить: вот, ногчи, берите свою историю, радуйтесь ее. Никто не будет. Надо над историей работать, надо ее изучать, надо помогать, надо делать все, чтобы восстановить свою историю. Почему-то у нас понимание истории как-то заканчивается тем, что кто-то должен работать, желательно, чтобы это было бесплатно, периодически подкалывать его чем-нибудь там и говорить, что он такой или сякой, а сами сидеть дома или зарабатывать себе денежку, жить своей хорошей жизнью и все. Так не бывает, уважаемые. Труды и работы над своей историей должны проводить не только определенные лица, как мы считаем. Это должно быть сознание каждого человека, чтобы доставать, искать, публиковать свою историю. Вот. Просто так, сидя где-то на диване с надеждой, что кто-нибудь нам из архивного управления Санкт-Петербурга или Москвы принесет доклад, сделает и скажет: вот какие вы великолепные чеченцы, это ваша история. Никто не будет. Никто. Что касаемо, если мы думаем, что историей заниматься должны только историки, тут я тоже с вами не соглашусь, но это мое личное мнение. Почему? Если информацию предоставлять будут, допустим, люди, которые рисуют, художники, будут касаемо всей истории чеченского народа, зарисовки, картины и так далее и тому подобное. Все, что касается художественной, просто изобразительного искусства, касаемо только нашего народа. И если этот материал, география, тот, кто занимается географией, исторической географией, будут предоставлять карты, там, где есть наша история, будут представлять это. Если каждый будет все собирать в кучу, из него как раз таки, выбрав достоверные материалы, можно, конечно же, сделать и собрать историю. А теперь давайте ответим на следующий вопрос. Башлам, ты смотрел доклад комиссии по земельным вопросам? Они говорят, что 900 страниц материала, доказывающие, что земли их не... Ну, во-первых, 900 страниц, это, конечно же, сказки. Материалом я почти что знаком, в основном. 90, кажется, 4 страницы там. Очень скрупулезная работа, которая проводилась по вырыванию из контекста многие вырванные из контекста, конечно,
исторических материалов. Но вы подождите, мы, ну, да, ага, я, по крайней мере, я не говорю, что я великий историк, не буду говорить, что там я представитель всего народа, советов, таков-то, таких. Нет, я буду просто методично разоблачать, показывать. Оказывается, ококи, которые, ну, жили в 15-16 веке, по крайней мере, хотя с первого тысячелетия, указывается, проживающие в междуречье Терека и Сулака, они, оказывается, были ингушским народом. Для меня это ноу-хау. Хотя, в принципе, ну, красный горшок же тоже подтверждает, это очень на руку и красному горшку, который является продвижением лобби, дагестанского лобби в Ингушетии, проживающего там чуть ли не год последний, они говорят, что они взаимодействуют. Рука, чувствуется рука, но что тут поделаешь? Работа проводится. Молодцы. Молодцы. Они будут печатать, мы будем опровергать. Я, по крайней мере, буду опровергать. За других я не знаю. Никто со мной не координировался, никто со мной не говорил. Очень мои просто простые братья, подписчики мне начали скидывать, показывать вот этот доклад и нестыковку. Сейчас мы будем детально каждую запятую, про каждый тейп, где они врут. Пускай каждый знающий, умеющий, видевший, где в книге есть эти материалы, скидывайте, мы их будем по полной программе опровергать, показывать всю их ложь. Мы, конечно, не супер там и так далее, мы просто молодежь, переживающая за свою историю. Почему? Я объясню. Можно было бы оставить без внимания, сказать, нет, подождите, уважаемые хорошие. Они говорят, что это у всех, мнение всех, поскольку это засчитывалось там, это представители всех тейпов и так далее и тому подобное. Но мы должны понимать, раз все так говорят, значит нужно отвечать. Ибо вот этот доклад, он сделан не просто так. Если его сейчас пропустят, просто скажут, оставьте, да, врут там, сказочники, там, сравнивать будут его с чем угодно. Завтра, послезавтра люди начнут, вы видели или нет, я не знаю, но был анонс на всех пабликах нарнийских, разоблачение чеченских историков, очевидные факты исторические и так далее и тому подобное. Я бегло прошелся по этому докладу, рвотный рефлекс, и первое же упоминание чеченцев, что якобы чеченцы Псидаха платили черкесским князьям налог, дань, а живущие в Кескеме и Сагапшах, то есть инарки и Сагапши, не платили, говорит, никакой дани бекам черкесским. Уже начиная с этого можно было понять, в каком контексте будет идти. Самый сильнейший факт и самое интересное, что мне понравилось, в конце то, что касается соглашения 2018 года, это полное, извините мне, то, что можно смыть каждый день. Это вообще, я говорю только про исторические моменты. Великолепный подход, где они указывают, что из-за диалекта, то есть из-за схожести языка, они говорят, что акинцы, кейцы и арстхойцы являются ингушами, потому что схожесть диалекта, ни больше, ни меньше, только из-за схожести. Это первый фактор. Второй фактор, схожесть фамилии, это тоже они говорят, фактор того, что это один народ. Потом, что оказывается, акинцы воевали с чеченцами, это тоже факт, они утверждают. Вот там много очень интересного. Доклад, конечно, еще то, что акоки, ингуши, то, что оказывается в 17, 16, 17 веках было государство. И называлось оно Гелистан. Гелистан, новое государственное образование, которое по сути было ингушским, хотя считается, что оно было кабардинским. Братьям черкесам салам, оказывается, вы руководили государством, где в основе своей массы. Вот мне только интересно одно.
Когда он рассказывал, взрослый мужчина рассказывал вот это, я понимаю, что он зачитывал, может быть, он не знал. Те, кто это готовил, каким образом, о каком государстве речь идет, если в начале 19 века было всего лишь 11 тысяч человек. В 19 веке. А 200 лет, если еще перекатить, это что за государство? Галайстан или Гиристан, может быть, в котором входило 500 человек. Это государство? Это мини-государственное устройство? Может, кто-нибудь расскажет мне, может быть, я не знаю. Я просто не слышал о таком государстве. Но это вот, это да. А потом они говорят, мы не готовы и не согласны, что почему это мы должны делиться с Чечней по 1934 году. Мы не согласны, они говорят. Мы хотим, когда чеченцев была граница такая, когда они выходили из Горской республики. Горской республики это не претендуя на Сунжинский район. Но там же они не утверждают, что Ингушский округ выходил из той же Горской республики, не претендуя на Сунжинский округ. И они не претендовали. Этот кусок был заселен терским, исторически, который не принадлежал ингушам. Не принадлежал. Это раз. Во-вторых, они также не утверждают, что в 90-х годах, в начале 90-х годов, когда делилась Чеченская республика, уже начали вот эти 89-й, 90-й, 91-й, когда эта паника, бунт поднялся, они не говорят ни слова о том, что на митинге в Назране в 91 году они кричали, все на митингах кричали, разделиться с Чечней по 1934 году. Что изменилось? То, что вы за это время немножко стали больше, вы думаете, это имеет право теперь уже пересматривать границы по 1924 году? Очень интересные подходы. Да, и почему-то все вот эти темы Смержой, Цечой, Орстхой почему-то рассматриваются именно со времени 1860 года. Странно, да? У меня возникает вопрос, а почему с 1860-го? Вот мы, Нохчи, мы хотим по 16 веку. Ну, просто хотим по 16 веку эти земли разделить. Все. Вот по 17 веку мы хотим их разделить. Вот сегодня кто живет, вот просто где кто. Ну, тоже можно там разные карты подать, благо у нас их есть. Да, и почему говорят, самая достоверная карта, дорожная карта 1853. Хотя все прекрасно знают, что это фейковая карта, и она не административное деление показывала. Это дорожная карта. И то в 1853 году, и я хочу, чтобы донесли по этому докладу до этих людей, может быть, они не знают, но в 1853 году мы еще воевали. Кавказская война была. Де юре и де факто война закончилась в 1859 году. Только после 1859 года можно было и дальше отталкиваться. А то, что пустые земли, да, и описывание о том еще раз подчеркивает, что депортация, а мухаджирство описывается очень четко, что там чуть ли не 1000 ингушских семей ушли в депортацию. Ингушских 1000 семей? А то, что их земли потом были кем заселены? Ну ладно, это мы оставим на потом. Это в дальнейшем будет интересно. И будем смотреть. Ну, это только... это я как раз таки об этом много раз говорил. Но вы многие не слышали, к сожалению. Так, посмотрите, подождите. Амин. Я много не зачитал. Давайте я сейчас вот с последнего спущусь. И вот я здесь, на последнем. Не проще просто упразднить... Нет, упразднить, не упразднить, я не об этом говорю, уважаемые мои подписчики. Я вам говорил,
что вот это не прекратится, что никто никогда не перестанет это говорить. Это не горлопаны людей, определенная кучка людей, которые собрались, и они говорят, мы весь народ. Понимаете? Мы весь народ, они говорят. И мы, это вот наше, мы отправим это в Москву, мы просим пересмотреть. Я вам говорил, что это не закончится, что будут затрагиваться общество, а затронуты. В принципе, затронуты акинское общество. Затронуты. Но и самое интересное, уважаемые моим братьям, которые проживают и Тункалинском, Шаройском, Чеберлоевском, частично Шатойском районе, мне понравился анализ их ДНК, где они утверждают, что J1, 3/4 этого ДНК дагестанские. Если я правильно понял, все, кто с J1 в этом докладе упрекаются в том, что их основа заложена в Дагестане. Я вас поздравляю, мои братья. За что боролись, на то и напоролись. Когда вы абстрагировались от этих разговоров, тогда нужно понимать. Оказывается, J1 в основе своей, они говорят, что оно 3/4 происходит из Дагестана. Сравнивают его с Дагестаном. Очень интересный подход. По ДНК они говорят ближе к Карабулаке Орстхойце, к ним. И L3 Акинский, L3 Орстхойский, что ближе к ним. Я вас поздравляю. И как ни странно, с 86 уже 90% ДНК J2 оказался у них. Ну ладно, благо с ихними ДНК мне дела нету, и по их истории мне тоже дела нету. Я же просил, говорил, не затрагивайте нас, не трогайте нас, что это будет. Что надо, успокоиться царь Дигдац, пока раз и навсегда не скажут, тхошаду артхамуаху адбит. Дадоул элла иш китар бош бацш. Вы просто не понимаете, насколько абсурдный вот эти материал, этот доклад. И я думаю, что нужно понимать, нужно знать. Ведь речь шла об этом. Мы много об этом говорили, что будет это. Что будет, что они будут говорить. И они сейчас заявляют не столько о Евкурове, который там якобы из-за чинов. Они этот доклад говорят, и это всему чеченскому обществу этот доклад. Прочтите и поймите, что вы не правы. Вы не правы, что Малгобекский и Сунжинский район принадлежали вам. Что это ошибочно. То есть, единственное, когда мы говорим о докладе, единственное, что мне интересно все при обсуждении этого доклада, какие будут отмазки у наших адвокатов, любителей, которые говорили, мы одно, ты не прав, Башлам, там есть. Мичау, черто, прочитай доклад. Черто, Мичау, Ваша, прочитай доклад. Все, кто говорили, что хорошие, нехорошие, прочитайте доклад, посмотрите. И только тогда вы поймете, что они говорят, мы все, мы весь народ. Мы это есть глаз народа. А какую позицию занимаем мы? Ауховцы молчат. По этому докладу тишина. Ему 2 или 3 дня этому докладу. Панкиси они не затронули частично, но даже в их же докладе они не слышат. О кистинцах Панкиси они не трогают.
Ауховцев, они очень... Я больше чем уверен, это может быть предположение, затрагивание ококов, то бишь ауховцев, акинцев, было не просто так. Тот, кто подготавливал этот доклад, он прекрасно знал, что эта тематика интересна и отношения между Дагестаном и Чечней. И если сегодня многие промолчат, опять же, которые будут говорить и относить место, которое указывают, место, где собирались, оказывается, мелхестинцы, майстинцы, галгаевцы, общее место, и что мы называли вот про это еще полбеды, это должно быть граница, говорит. А второе, они рассказывают и говорят, что вы знаете, на самом деле в основе своей мы черту. Я не про тейп черту, я про ник черту говорю. 39 человек смотрит, лайки. Что это такое? Вы знаете, что самое интересное? Вот я сейчас, мы говорим, между прочим, об очень серьезных вещах. Реально очень серьезных вещах мы говорим. Но вы до сих пор просто-напросто, я не пойму, что душу нашу вообще. Я разве говорил о чем-нибудь, чтобы мы могли, я не знаю, там уйти в отрасль куда-нибудь, про клоунов, цирк или что угодно. 68, почти что 70 человек. 70 человек сидят сейчас здесь. Алейкум салам. Почти 70 человек. Речь идет о нашем народе, о наших территориях, о нашей истории, об оскорблении нашего народа, о дроблении нашего народа. Вы ха-ха-хи-хи, а что это сказал, а что то сказал. Я вас, конечно, не понимаю. Я реально не понимаю вас. Так, сейчас я один момент. Ola billahi tac. O tanşina душу и sen de olmuş. Интересные моменты. Мы будем их разбирать. Мы Богом. Я, по крайней мере. Тот, кто будет со мной, он уже будет знать. И мне интересный факт. Да, мне нравится, как они подмечают. Чеченцы не ассимилировались на ингушских землях, они говорят, в Седахе. И те люди, которые вернулись с мухаджирства, поселились рядом с ними, но не то есть они жили и смешались только с ингушами. То есть есть такой момент там. Вы хотя бы понимаете, о чем речь? Что там сказал или что там говорят представители научного мира, я не знаю. Я с ними не общался. Но скажу вам однозначно только одно. Если мы будем относиться так, Шунуа Эльча, Шунуа Дича, Шусюля Хадылду Эльча, Шумая Яц Эльча, Шукидек Эльча, Шугал Гаспыш Хаду Эльча,
любой нагайча хадыр ху ача шу дила дюр шу аддит шу рейз далаха так шу эфишка даун. Зачем вы зря время теряете? 12 час ночи и так далее и тому подобное. Я, допустим, не хочу там просто сидеть и терять свое время, свое здоровье, да и возможности какие-то финансовые, просто для того, чтобы ха-ха-хи-хи, давайте помекаем. Вот. Это, конечно же, немножко неправильно. Это неправильно. Этот доклад, который якобы открывает истину, он говорит, Эки нохчи бац бахцу, Уарспай нохчи бац бахцу, Этон халал беш, духа беш. Ну, только слепой может человек не замечать всех этих оскорблений. Я не прошу агрессию, я не прошу этого, я хочу немножко иначе. Соболде аситсяхо. До свидания. Если есть еще кто желающий, я еще одного отправлю. Мне вот эти разговоры, ты разговариваешь, говоришь аминь, все по параллельно. Аминь, дала, хана параллельно, дала, просто шен эфире, шен хасаита, ардулиш. Хам 70 больше здесь нету, аминь. И каждый, кто сюда пришел ха-ха-хи-хи делать, можете просто выйти и уйти. Я его удалил с эфира. Мне интересно о государстве моего народа. Мне интересно касаемо моих обществ, наших тайпов. Мне интересно все. Почему? Я хочу до вас довести. Шудукдахаш. Все закончится тем, что вырастет поколение на вот этих ложных сказках, выделенных, вырванных из контекста. И рано или поздно прольется кровь. И я прекрасно знаю, кому это важно, кому это нужно. Я прекрасно это знаю. И кания, завтрашний день. Не вам это достанется, но вашим детям это достанется. Из-за молчаливого попустительства наших обществ, наших историков, я отправил эти доклады, когда мне прислали. Я бегло прошелся, я его хорошенько прочитаю, распечатаю, определенные места буду выделять. Но конкретно Тешамбях Кячина, Аухашна Кячина, что западная часть Ашбова, Нохчик, Оман, Тайпнашна Кячина, что и это не закончится ничем хорошим. Запомните это. Хан хурдут саха уайн. Хан айш хурдут саха уайн. Амма ويت إحنا شنو بالغ ربوشو بس إسرائيل olur dersler. Хун хердуаешон, потому что мюжгейчуна, хиричуна, любой клейш амнашна, ихум использовать, да? Цулт яха разделяй и властвуй Бог, что хум лилу атхаду. Сапьетишу, значит, шугаха, эцумна шокиеч дается. Ой, муахк денбел талуш пол, ой муахка, ой камма дух да верч хилер. Шун ящел кило, шун гуш яйца ха. Ака, шудаун дается. Шухдаун дается, она даст. Мы будем просто обычными космополитами, которые будут ездить по всему миру и говорить, да, то, чечен, что больше?
на костях и памяти наших предков мы будем проезжать, а своей родины уже и не будет. Это вас ждет в будущем. Вопрос собрать все наши тейпы, я не знаю, ваша проблема в том, что мы серьезно не воспринимаем еще раз. Когда говорили Нохчельги, все схавали. Их people промолчал. Никто ни слова не сказал. Сейчас опять они, видишь ли, им граница по 1934 году не нравится. Если Саварим, у меня абсолютно нету настроения шутить, я не вангую, я анализирую. Если у тебя есть масть просто ха-ха-хи-хи делать, я тебе рекомендую зайти куда-нибудь КВНщикам или пойти к другим, я не знаю, хейтерам, ботерам или как их называют, пранкерам. К ним зайди и там шути. У меня нету абсолютно масти шутить. Вообще нету. Я, честно сказать, я порой удивляюсь. Я реально удивляюсь от того, что вы относитесь к своей родине. Шей мохкан, шей коман, пофигистические отношения. Что? У вас всегда виновата любая власть. У вас всегда все виноваты. И самое интересное, несмотря на остальных, вы ладно. Я, честно сказать, мы Жри, я еще раз говорю, отвечаю только по факту, по докладу, который был сделан, которые пытаются сделать. Мучачо, мучо. А милуцасон, если ты не покажешь лицо, в эфире тебе делать нечего, сразу добавим. Я принял тебя в эфир, но если лицо показывать не будете, я с эфира сразу удаляю. Ассаламу алейкум. Всем мадар али вайцавежри баба суили я хватит уже их братьями просто по исламу братья очень серьезные проблемы, которые сейчас мы обсуждаем. Это очень учебно для нас, но, возможно, многие осознают это. Макар, я об этом как раз таки и говорю. Я как раз таки об этом говорю. Да флаг с ним, я просто смеялся, угорал, когда там они по 18 году говорили, это фигня полная. Фигня. Все заканчивается тем, что они просто-напросто вместо Сунжинского района Республики Ингушетия и этого района, Джайраховского района, где должны были увеличить свое РЗ, они взяли, украли с Бамутского лесничества земли и за счет этого расширили и сделали это этот заповедник. Использовали, что у них Сунжинский, у нас Сунжинский, просто взяли с Бамутского лесничества эти 28 тысяч гектаров. 28 или 20 с лишним тысяч гектаров. Валейкум салам, брат Машой. То есть то, что они украли, они не говорят. С этого я смеюсь. Мне интересно другое, почему с молчаливого согласия, где этот истеблишмент, где эти все серьезные лица, которые сейчас... да думаешь, понимаешь. Ха-ха. Это так не закончится, Саварим. Докладами никто не тешится. Это не закончится. Как появляются пособия научные? Салам.
Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. وديش مقشعي مش Да, что, альхамдулилlah. Дейл гиятан бука хайо хагоч хилан. بشلام سواش قميل شخزيرسون إيقي بيتردات سو تير ولرتير وتيبن إيقي وشور إيقي Э хуё ха. محمد يون Мухаммад, садваш собор дела, хотя очень продолжит он, Мухаммад. А сам алгайцо, чтобы он очень модер, что камел хилли, Мухаммад. As YouTube huma is dikladui machaun shide hal выпустить не. As ins Deutsch de ge, wei noch chik am dui, wei mach wei din hum datson. Wei ger dadan huma datson. Hon khayt ha shadik dadu dale. И قيتك уже тут отталкиваться дальше as ибога уже шишо ханьер ويدوها بولتاريوك بعد سونديرة تارينا إدكلاد أقيا أقمز إحيا شامل دقا просто даже из-за диалекта совпадающего, диалекта шейбу, кузабу, они уже рассчитывают не просто на эти территории, которые Хакиетик Баунас, Мухаммад. Там уже идет уже огорная часть лам эхки, само собой, если это часть не этого народа, то каким образом лам эхки галги больше, и эхки галги больше, нохчишка худяшду аль-илат. И соцердоршум дать, и кани техьяна, хаберши, сигабол эхки халкуш бол берши, гоуши цельнюк амоскал хилду хунд эльче, اش تخو نوخ قاندو تخو خميلش دو ادو ترى تخو كنت اشي حلا ابن دغيتا يدكلاد ديولدي يدكلاد لي تان دكلاد قانا حق تسموس بو تاندس كوالت دياش كبيك دايعتنا اخ داد لا انا بيچات ديدو اخ вот из этумант ира дадо дела и анер само собой шуниши шуй тхой дадо лурду цуна этун баун бяхну била мама дикуахна хала هم بس سونم просто и дешто قميل شدات إيقي نوخشي باتي غلغة بوي سولي بوي رازني خبر شخزيرسون سو دعوولش إيلر تيبن إيقي وچور إيقي تيب دوقتلون ديل إيرر لومن چور إيقي قوق تيبن بوب إيقي قاعد طيب تساعدوا ديقلوس قاعد بلا سو لومن галанчерский районер أعبوشخي نحا سواري دا تابس شيت ناقوستي ценюк ахилер шмилш буцахасон. Это к вопросу тому, кому принадлежит Валерик, к этому. Хадючл истории Валерти давач тига бакинах дючл лага шадиг Аз и хунтует элче хокозаха, как вот наш с тобой разговор, чтобы он записался и оставался, и все знали. Сондел да бош дарасам. Тигер атуашхайна хашет напасти эцвори да тепс бош. Спустились в и поселиться один был. Я хочу, на тебя аж давным-давно. Это никому не принадлежало. Ну, когда начали все спускаться, завоевывать. И сам досо элечулок. И воларта нохчи хилар. Нет, акинцы не держали в рабстве Галай. И что, мадейца, Гала нормальный, нахбу, цанюка, нормальный, нахбу, нормальный, ботырку, просто идешь... Мама, Хан, очень ответить иду, но когда продолжу, я хочу, чтобы ты понимал. Проблема из Волар, нохчиш хайленю, ахкиш хайленю, там вопрос нету. Ты должен понимать, в чем заложено зерно раздора. Сегодня, если Валерик, Волар, Ахкайш, Хайлин Хельч, Ахмерзит, Эхлину, Хайлин Хельч, Нохчи Бош, это никто не спорит об этом. Нет, с Богом, там заложено зерно, я объясню тебе, мам. Если сегодня будут каждый день говорить так, и они относятся к ним, то автоматически основатели
являясь национальностью соседнего региона, претендует на это село больше, чем тому, кому. Вот в чем заложена суть. Это не просто так. Важен земельный вопрос. Это делается целенаправленно. Я хочу, чтобы вы умели мыслить реально и намного глубже. Вопрос не состоит в аларгелере, бунтелере, киегелере, хайленю, ногчищелене из-за... Это делается, если открыли это село, первые, кто там осел, по шариату, да кидек дали из... Это цанд аял еще. А хо Мухаммад, хо если, ха, ват Мухаммад, хо ногчу ват, хо кис комаума ана автоматически, хо волчер цани, и лахта диададис. Это он бутуну бух бюльш. И просто так я зинундат. Регервали корвакан. Продолжаем делать. Люпа, цвекан. Хинц эхкиша лец эла цахум лордерсон. Сун эхкисо в первую очередь. Я буду говорить за чур эхка. Я не знаю, прича будуть. Сун сон нохчи хит. Нохчи вац эл хичвол. Эхки Цинц нохчи очень санкамел дадиз эла хит. Тот, кто не считает себя чеченцем, он таким и не является. Эхкой отдельной нации яц, хила яц, хира яц, дайлмуллах. Нохчи, вой масу нохчиду. Иншаллах, да, сейдот. Его зафиксировать дали Эрсон, да, Элан, чтобы сам эра с нохчимац, ажим губют со куз Франция каяну. Ума да, дик бютсон, мама, дик бютсон. Ну, на русском языке я более свободно могу говорить, но все равно я хотел, чтобы все те, кто не понимает... Кияту, мама, нормально, хавист кила, ума датсу, мама, нис дон, ума датсу. Ну, в общем, им дерсо главный эл говорит, наги дахазит говорит, наги куза, но кичку ма бершвала, чтобы они это знали, чтобы это было зафиксировано. И все. Все, ДРС, мама, я считаю, что каждый человек вправе, особенно когда вопрос затрагивается их типа, должен зайти, заявить и сказать: Башлан, сун хархиет, и дючер, хабарюц, сомилу сун ха-ха-ха, хара-хара, инс ахма аллах. Ишцахули, вот эти филькины грамоты, вот это останется на основу, пока будет существовать интернет и социальные сети. Любой потомок твой, мой, любой вайком потомок, это чувала, ажал хубах акаш, я ночью бубах, ерабах, кидадол камил стахлит. Потому что только аргументациями, только фактами мы можем отвечать этим людям. Он ДРС, мама, да, подписаться, дальше мы будем подетально это все разбивать и отвечать на эти вопросы. Дикто. Ассаламу алейкум. В эфире. Так, Вежри, всех подписчиков я прошу не теряться, я перезагружу, час закончился. Это очень важно, нужно нам. Заходите, мы продолжим эфир. И зайдите в эфир. Сейчас я перезагружу. Не теряйтесь. Будем дальше отвечать на вопросы.
Так. Первую часть нашего эфира нас посетило 300 человек. То есть я вот как бы со статистическими данными коротко ознакомлю вас. Брат Разамбек, Аллах да сайвел, задонатил, дал духва хуэл, будущник Аллах дал беркат дуэль хун, дал си дуэль, гона вастарла царна, Аллах дикан мавакила. Дяштег Разамбек сунгу, что он каждый раз она вастал дагертара, вой канал на из войн хуштон, гуштон, дал си дуэла. Сейчас чуть-чуть подождем, пока остальные подтянутся. Хотел один момент вам зачитать. Так. Которые. Сейчас вы как раз эти 25 человек вернулся. Ну, кто вернется, тот вернется. Как говорится, кто не с нами, тот не с нами. Я хочу вам зачитать материал. Что касается, я хочу, чтобы вы послушали, если вы считаете, что это мое предвзятое отношение, надеюсь, вы поймете, о чем я записываю. Что касается переселения из гор на плоскость в Псидахский участок, то здесь, на землях князей Бековичей Черкасских, после переселения малокабардинцев за реку Курб, остались еще в небольшом количестве подвластные им натеричные чеченцы села Псидах, платившие князьям Бековичам Черкасским подать за эту землю. Рядом жили и ингуши в аулах Инарки и Кискем, но они кабардинским князьям налог не платили, поскольку были, вопреки желанию, выселены государством из аулов Терской долины в 1861 году. Возникает вопрос, а какое отношение или вообще к докладу или к чему-либо имеет отношение псидаховцы, чеченцы, новчи, которые проживают в Псидахе? Какое это имеет отношение? По земельным вопросам или не по земельным? Кому платили черкесам, кто платил дань? То есть вы должны понимать, что будет ответная реакция. Ну, таких, по крайней мере, блогеров, как я, может быть. Не знаю, кто там еще ответит. Потому что я всегда пытался этот момент как-то не затрагивать. Но раз вы пишете, что черкесам платили дань псидаховцы, теперь я тоже буду писать, не вырывая из контекста слова. Где было написано, что вы черкесам, кабардинцам платили дань, я буду писать так же. Указывая, что в то же время чеченцы кабардинцам не платили дань. И граница-то была не с Ингушетией Кабардой. У чеченцев, у Нохчи, была граница
с черкесами. У чеченцев с черкесами было. Но этих моментов серьезный доклад о границах и территории Ингушетии. Это доклад комиссии Всемирного ингушского общества, как-то так, кажется, он называется. По этому докладу говорится, что Уарсхуай из-за того, что похоже, кто такие Нохчи? Нохчи это прародители, понимаешь, твои прародители, преуспевшие, автохтонных народов. Представляешь? Вот кто такие Нохчи. Здесь акцентирует внимание очень сильно Карабулакский участок Ингушевского округа. Везде. Везде. То есть очень интересные моменты, чтобы было понятно. Черным по белому генерал-майор Кундухов высказал предложение о возможности возобновить между туземцами Терской области пример «Желаю полного успеха, чем дальше, тем лучше». Ну, здесь, конечно... Вот. Особенно мне понравился этот момент еще. Я хочу, чтобы вы понимали. Генерал... преуспевший, ты азербайджанец? Тогда все, прошу прощения. Если ты азербайджанец, то никаких проблем нету. Я думал, ты обычный норнеец. Ладно. Генерал-майор Кундухов высказал предложение о возможности возобновить между туземцами Терской области, по примеру 1860-61 годов, стремление к переселению в Турцию и предложить взять на себя выполнение этого дела. «Желаю полного успеха, чем дальше, тем лучше», отвечал в телеграмме великий князь. При этом в секретной докладной записке начальнику главного штаба Кавказской армии 21 февраля 1865 года номером 73 тот же командующий войсками Терской области конфиденциально уведомлял, что для успеха дела необходимо, чтобы горцы не только не знали о желании нашем содействовать их переселению, но местная власть должна, напротив, как бы отклонять их от этого. В связи с предстоящим переселением начальник области цинично сообщил наместнику Михаилу Николаевичу: нельзя, мне кажется, сомневаться, что выход в Турцию извлечет окончательное остающее население, лишь бы выпустить их отсюда побольше. Дальше, ладно. Оставим это, массовое выдворение горцев. Здесь после начальник области и вся администрация в Кавказе разворачивает масштабную военную депортацию операций по массовому выдворению горцев мусульман в Османскую империю. В результате, интересно, в результате в 1865 году в Турцию выселяется 5002 семьи или 22 491 человек. Выходцев из различных ингушевских около 1800 семей, прежде всего около 100 семей назрановцев, затем 10 партий карабулаков, общей численностью около 1500 семей, и даре, и чеченских селений около 3200 семей. То есть больше вместе взятых даже тех же назрановцев и так далее, карабулаков, вместе взятых долларов, чеченцев, и 3200 чеченских семей. То есть, как будто бы ушли в Османскую империю мухаджирами меньше всех чеченцы, а больше всех ушли они. Чеченские люди покидали родину целыми селениями. Земли, на которых проживали карабулаки, были в том же году
отобраны под станицы. К сожалению, в докладе не указывается, что не все земли были отданы под станицы. Эти земли были переданы и некоторым служакам, которые хорошо служили батюшке-царю. Об этом здесь не указывается. А в документах есть просьба, чтобы эти земли передавали. Ладно. Это тоже мы со временем потихонечку все. Хотя в документах это есть. В документах это есть. И преуспевший чунцане мачо сагат токаши, да. Але вот вас медом не корми, если кто-нибудь зайдет, что-нибудь скажет. Вам не важно, кто что-либо говорит. Да, это не важно, абориген, это все не столько важно. Так, сейчас еще один момент я хотел через интересное. Вот. Избежавшие переселения карабулаки, оставшиеся в аулах Ахбарзой, Гажар-Юрт, частью были приняты в аулы Назрановского участка Ингушевского округа. А большая их часть переселилась на территорию нынешнего Малгобекского района и образовала селение Новый Ахбарзой, Новый Псидахский участок Ингушевского округа с аулами Кискем, Сагапши, Ахбарзой, Псидах, Бековичи и Ачелуки состоял из земель, выкупленных правительством в размере 16 десятин у князей Белков-Черкасских. Интересно, вот здесь один момент. Псидаховский участок Ингушевского округа, то есть он до ингушей принадлежал бекам черкасским. А бек черкасский эту землю продали царской России. А царская Россия, в свою очередь, эти земли передала кому? Когда он стал Ингушевским округом. Вопрос. Кому передали? Вы думаете, царская Россия просто выкупила у черкесов земли? И вот так с добротой своей души берите, это за ваши исконные земли, и отдала? Нет, господа хорошие. Под пристальным вниманием мы будем изучать этот документ. Я говорю о себе. Под пристальным вниманием. Земли у черкесов были выкуплены. После этого эти земли были отданы. Отданы взамен с барского плеча и переданы Ингушскому округу. Потому что? Почему? Мы все прекрасно знаем. Это раз. Во-вторых, Псидах, само селение Псидах, Дюэлк, в первую очередь, выкупили, скинувшись эти земли, выкупили у беков черкасских селения Псидах. И об этом есть документы и есть информация. Но это оставим на потом. Оставим на потом. Дальше. Уважаемые мои, хочу, чтобы вы послушали еще один момент. Жирным шрифтом выделены в докладе. При этом показателен факт ограниченного воссоединения переселенных сюда, а также вернувших позднее карабулаков с общей массой ингушей. Хотя здесь же переселенные сюда карабулаки отнюдь не пополняли их ряды. Чтобы вы понимали. Еще раз послушайте меня, уважаемые мои братья. Каким образом вы, любители войнахизма, воспримите эти слова жирным шрифтом.
Собордеться, ага. При этом показателен факт ограниченного воссоединения переселения сюда, а также вернувших позднее карабулаков с общей массой ингушей. Хотя здесь же, в Псидахе, с тех же пор, не подвергаясь ассимиляции, живут и чеченцы. Однако переселенные сюда карабулаки отнюдь не пополняли их ряды. То есть он в этом документе указывает, что карабулаки не считали себя чеченцами. Это между строк, чтобы вы понимали. И не женились, не выходили замуж за псидахских чеченцев, а роднились с ингушами, потому что они им ближе. Ибахоко. Вот. Я это разжевал, чтобы было понятно. Я надеюсь, до вас доходит, о чем речь. Вот о чем речь. Это для тех, кто считает, что это не мой доклад. Это доклад, который Всемирный конгресс ингушей сделал. То есть они одобрили, получается, его. Так, сейчас еще один. Ну, карты, которые туда-сюда, здесь это уже им. Так, сейчас я еще один момент хотел вам показать, очень интересный. Попытаюсь. Ну, здесь, что Мержои, они, что на земле мерджинцев были заселены акинцы. А при чем тут ингуши? Адуквахаге. Здесь речь идет о нашей территории. Адукваге. Здесь речь идет о нашей территории, о нашем народе. Доклад о границах и территории Ингушетии, которые ваши старейшины говорят, мы этот доклад сделали для всего чеченского народа и общества, чтобы они ознакомились с историей. Заури, выйди в эфир Светане, старейшин, что Аллах объяснит пердон. Давай, зайди в эфир, я тебе расскажу. Они же говорят, что мы должны ознакомиться с ним, что мы в заблуждении, что нас обманули, что вся эта власть, это все специально сделано. А на самом деле это все было ихнее. Они объясняют, что, оказывается, Уарстхуай не роднились с псидаховскими ногчи, потому что они разные. Что Уарстхуай, оказывается, по фамилии больше ближе к ингушам, и поэтому они ингуши. Что Уарстхуай говорят на галанчевском диалекте, которые говорят и в Чечне, но из-за того, что они говорят схожие с ингушами на одном диалекте, они говорят, что они являются ингушами. Вот почему я говорю, потому что это же нам, говорят они, прочитайте, ознакомьтесь. Для кого этот доклад сделан? Для кого? Для нас, что ли? Заури, я не знаю, кто ты. Если мне что интересно, неинтересно, я зачитываю документ и опровергаю вот эти Филькину грамоту. То есть, если есть хоть один Уарстхо, который женился с Псидаха на ком-нибудь, или же Псидаховский Нохчу женился на какой-нибудь Уарстхо, и у него жена есть такая, уже то, что этот Филька пишет, это неправда. Но если тебе не интересно, ты можешь просто выйти с эфира. Я же тебе не мешаю. Йоу, нарнеец, написал мувахид. Какой ты мувахид? И пишешь, какие слова. Ажаг, йоу. Абусул бью я хахую, я. Да я лег чур ариалат, это я кузар. Мувахид, мувахид был значение уйму мне хайон. Сум герой цавош, да аязин чар, хуязина азит ах вискрво. А иначе пошел домой, это это рюга, халат сатаевич.
Сейчас. Но я сегодня, к сожалению, да, сейчас начинаем. Кто тебя заставляет меня терпеть? Какой постоянно про ингушей? Ходуак, прочитай доклад. Прочитай доклад. Прочитай доклад, потом будешь говорить. Сонационалист, сонационалист. Сейчас, подожди, пошел домой. Домой. Ладно. Дальше. Не будем отвлекаться на мувахида. Мувахида. Абду Тардуа, дик дуашдаризм. Ладно. Бусуб ждени дуашдую. Давайте теперь посмотрим, что наш Мухаммадуй и Чуэлул, Ахки Мухаммад. Цунхай дуяшу, Сардука Бола. По мнению, и идет дальше. Вырывание из контекстов идет дальше. По мнению Агенка, поддержанному Кушевой, Волковой, Акка, ингушское общество, хотя к 20 веку оно очеченилось, но первоначально акинцы были ингушами. Интересно? Это не мой доклад. Я этот доклад не делал. Но его сказали: ознакомьтесь, узнайте. Я ознакомился, и чтобы до вас довожу. Оказывается, до 20 века акинцы были ингушами, бахсу. А после они стали чеченцами. Очеченились, бах. Странно. Вроде бы старейшина Галгаевский говорил о том, что вечные набеги и войны были с акинцами у галгаевцев. И поэтому строили против них башни. Ну да ладно, дальше продолжим. Как разницу я уже пояснил кавказцам. Дело в том, что, может быть, и не было бы. Другого не было. Ладно. Но ингуши из племени Акка, как об одном из первых горских поселений, на ингушей из племени Акко выделено жирным шрифтом. То есть уже здесь не идет, как говорится, как гипотез. Здесь уже идет конкретное утверждение. Здесь идет конкретное утверждение, и как об одном из первых горских поселенцев на Терском городке указывает современный исследователь истории терского казачества. Амельченко, фундаментальный сборник кабардиного отношения 16-18 веков, выпущен Академией наук СССР. Интересно, в 16-18 веках как акинцы могли быть ингушами, когда ингушей не было в то время? Ну, не было их. В 16 веке точно не было ингушей. Насколько я знаю, первое упоминание — это вторая половина 18 века. Каким образом акинцы, которые 16 века, могут быть ингушами, если... Ладно, это оставим. Это на потом. Выпущен Академией 4 лет присоединения Кабарды под редакцией профессора Кумакова свидетельство об обществе в Ингушетии. Вот только вот здесь один момент. Давайте сейчас я пока комментарий пока временно отключу. Вот один момент, к сожалению, не, может быть, в этом докладе не полностью это было понятно. Акко, то есть общество в Ингушетии. Да, не акинцы-ингуши, а общество, которое частично проживало в Ингушетии, Аляхаре, это было верно. Но это не ингуши. Ладно, оставим. Дальше продолжим. Смотрите также, вот сейчас начинается интересное. Смотрите также
Окотская землица. Окотская землица, старые окохи. Территория, населенная ингушским племенем Акко. Окотская слобода под Терским городком. Слободы, заселенная выходцами из ингушского племени Акко, Ингушетия. Смотрите также Акко, Галгай, Мерджой, Окотская землица. Вышедший годом позже аналогический сборник русско-дагестанские отношения 17 век, 17 первой четверти 18 документы и материалы под редакцией горско-еврейского историка Ихилова А.О. Блюменфельда также поясняет: Окочане, местность под Терским городком, заселенная выходцами из ингушского племени Акко. О том же писал адыгский историк Ходко. Сунчалей стал князем под нерусским населением, которое состояло в основном из ингушей, окочан и кабардинцев. Наименование окочане образовано по названию ингушского племени, все жирным шрифтом. Все написано жирным шрифтом, чтобы вы знали. Все написано жирным шрифтом, везде указывается окочане, Акко, 16 век и так далее. Жирным шрифтом написано, что ингуши. В конце 16 века, 1596 году. Но подождите. Мне вот сейчас я хочу один момент. А как же ваши любители нарнийских сказок, подождите, собор делаешь. Нарнийских сказок, когда вы говорили, что Шихмурза Окотский позор чеченского народа, который заключил договор с Россией, теперь, оказывается, Окотский уже ингушский? Шихмурза Окотской, оказывается, ингушской? О, да. Интересно, однако, последние 2 года упрекали, что Шихмурза Окотский был чеченцем, который первый, раньше, чем ингуши, заключил с Россией договор. А теперь, оказывается, это интересно. Конечно, интересно. Ладно, дальше. В конце 16 века значительная группа акинцев переселилась в Терки на условиях несения службы. Послушайте, ауховцы, послушайте. Самое интересное, чтобы понимали, откуда ноги растут, чтобы хаэчшун бахшун, откуда растут ноги. Послушайте, когда появились впервые, оказывается, ауховцы, акоки появились там. И вы поймете, чей заказ выполняет и кто писал этот доклад. Посодействовал. Они образовали в Терках так называемую Окотскую слободу. Это 1516 век. Аналогичного взгляда в своем очерке о кабардинских князьях придерживался кабардинский исследователь Карданов. Окочаны Муцала Черкасского жили в Окотской, служили слободе. Батай Мурза Окотский, ингуш из племени Акко, жирным шрифтом выделено. К 17 веку часть его племени перебралась в Терский город. Действительно, как писал еще Гриценко, в 16-17 веках в русских документах ингуши назывались окочанами. Я поздравляю вас, у вас появилось новое название. Оказывается, окочане тоже. Ладно. Батай Мурза Окотский вместе с 5 уздениями. Уздени. Тоже не войнацкое какое-то имя вообще. В 17 веке отправился в далекую Москву. Он прибыл туда. В тревожное время столица русского государства была занята польскими интервентами. На московском престоле восседал уже Дмитрий I.
В 1605 году самозванец принял Батай-Мурзу. Зачем к самозванцу идти? Это уже второе. Батай-Мурзу Окотского с уздениями. Приезду ингушского посольства придавали большое значение. Послов одарили богатыми подарками и с почестями отправили домой. В 1616 году служители, еще раз повторю, жирным шрифтом, в 1616 году служилые окочане ингуши писали новому русскому царю, что их отцы и сами они служили московским царям, Ивану Грозному, Федору и Борису, и они, не хотя горским князьям и мурзам служить, и под ними в век быти, покиня свои дома, и живот весь пометав, с женами и детьми из Окотской землицы утекли и живут в Терском городе. Причем этот взгляд находит вполне закономерное отражение в дальнейших авторских монографий. История Осетии древнейших времен прямо указано: самое восточное из ингушских обществ, Акинское, жирным шрифтом. Даже не знаю. Даже не знаю. Ладно. Восставшим жителям ингушских селений Акинского общества руководил Айса Даргиев. Господи помилуй. Таким образом... Таким образом, с учетом всего изложенного в коллективном труде «История Ингушетии» основано утверждалось, это научная работа, Дугдаш, это научная работа, это доклад, научная работа, послушайте. Первое документальное фиксируем массовое переселение ингушей на равнинные земли было связано с передвижением части населения общества Акки в Терско-Сулакское междуречье на территории современного Дагестана. Переселенцы оседали в основном в верховьях рек Ямансу, Яраксу, на предгорье равнины между реками Аксаем и Акташем. Дальше читать, думаю, смысла. То есть здесь даже указывается: Аксаем Акта в действительности, по сведениям из Нагорного округа П. Петухова, ауховцы как народ молодой. Народ, ауховцы, народ. Ауховцы, народ. Хорошо, что еще написали ауховцы. Я удивлен, что и ауховцы написали, потому что сегодня большинство ауховцев буйхаца, но и они написали ауховцы. Смотрите, ауховцы как народ молодой считается между собою родами по родоначальникам, вышедшим из горного участка Ингушевского округа. Именно из Сорой, Аккой и Галгая. Они составляют 6 аулов. 4 февраля 19 века 1866. Кишень. Подпись Петухов. Так что я думаю, что зачитывать весь доклад, насколько это важно, нужно, стоит ли. Дальше, конечно, можно это зачитывать, но я постараюсь это все распечатать, отметить, с вами пообщаться, обсудить, услышать вас. Для меня
становится вполне ясным. Может быть, вы многие пропустили мимо ушей вот эти подметки, где четко жирным шрифтом пишется, что акинцы ингуши, первые акинцы ингуши выселились, переселились с междуречья Терека и Сулака. Вот так. А это уже не важно. Ингушевский округ появился, это не важно все. Сайд. Это не важно. Рам Хельсинг. Это все научные труды. Но там прослеживается рука нашего великого лакского историка. Вот. Потому что там четко прослеживается, что просят переселиться в Терки, там основать Окотскую слободу. Тот, кто не знает, и кто сегодня считает это неважным, это вы можете дальше не читать, вы можете дальше смеяться. Ну, абсолютно верно, Адамович, абсолютно верно. Тут все подготовлено. Доклад состоит 94 страницы. Я даже не зачитал вам и 10% из него. Там это остальное ютубер Вежриш Салам Маршалду. Рассматривается очень много моментов. Я просто-напросто в одном эфире не смогу все рассмотреть, рассказать, само собой, поговорить обо всем. Но я об этом говорил, я об этом предупреждал, я говорил об этом ауховцам, я говорил об этом акинцам, я говорил всем акинцам, которые Нохчичуашпу. То же самое я говорил и варстхоевцам. Мне интересно, конечно, моменты. Я думаю, что вот эти моменты как раз таки, что это Окотская земля оказалась сегодня уже ингушским племенем. То есть получается странным какой-то диссонанс. Ну, я не знаю, может быть, вы меня исправите. Но не кажется ли вам странным, что с одной стороны, вроде бы, если Окотская земля аухов, получается это аух в основном, ну пускай ауховцы, это ингуши, то почему сами же ингуши и тот же Бузуртанов, когда мы говорили, что аух является земля ауховцев исконно, всегда говорили, что это Дагестан. Говорили всегда, да, поддерживали вот эти празднования Новолакского района, концерты, танцульки. Странно. А Нохчи говорили, это ауховцы, это Нохчи народы, это их земля. А вы говорили обратно. А сейчас, оказывается, они ингуши. Я не против, если они это так. Ола не против, если они сами это подтвердят. Но ищи вар изм башлам тига боштолгум и душон результат. И специально да тига. Но у меня получается, при поддержке чей этот аух, с одной стороны вы говорите аух дагестанский, а с другой говорите, что ауховцы это ингуши. То есть ингуши проживают на дагестанских землях, я правильно вас понимаю? Вот так получается, да? Поправьте меня, если я не прав. За все эти 2 года я в основе своей редко слышал, когда говорили, что да, аухуай лат проблемы, аухуай мохкбуй, аухуай шилат до и цейр юхцало. Я не слышал ни одного человека. В редких случаях, где говорили, да, дикхердар аухуай шани лат тадеришт ахтхум пригер на хаял эхтубу. А знаете почему? А знаете почему вот такую разницу вы не замечаете? А все просто. Тот, кто готовил этот документ, он прекрасно знал,
что его будут зачитывать. И здесь будет откладываться. И поэтому, говорят, там в 16-17 веке эти земли заселили. Их позвали Бахцар. Их позвали туда, чтобы они занимались службой там. Шудугдаш. Через пару таких научных трудов завтра окажется, что и вовсе вы в 16-17 веке вы переселились туда. Привет, за. Вот как получается. Так что в этом докладе очень много чего. Начиная вот это четкое подмечивание, что Муса Кундухов был осетином. Зачем? Осетинского происхождения. Зачем подчеркивать, что Кундухов был осетинского, или ингушского, или чечен? Зачем? Это был царский офицер. Тут нету никакой разницы, какой национальности. Нету разницы. Это царский офицер. И то, что он занимался, чем он занимался в истории, тут не нужно приписывать. Ни к осетинам не нужно, ни к чеченцам не нужно, никому не нужно приписывать. Вы считаете, что Уарстхуай настолько глупый, что все послушались осетина Мусу Кундухова и ушли туда, что ли? Так, по вашему мнению? 1500 семей, которые ушли, или там 22 тысячи, из них пускай даже будет 10 тысяч Уарстхуай послушались Мусу Кундухова, который был осетином, и сказали, и поверили ему, и несмотря на то, что уарстхуевцы воевали в отличие от многих других, уарстхуевцы воевали в Кавказской войне, они были в имамате Шамиля, они были на стороне своих братьев Нохчи. Они воевали. И за их несгибаемость, не то, что они не отказывались от родства, не отказывались от своего народа, вот почему их туда отправили. То есть там упоминается все. Понимаете? А зачем? Зачем упоминать там, кто-то это сделал? Я не верю, что Уарстхуай мог обмануть какой-то один Кундухов. Нет. Многие, в основном причина была проигранная война. Несправедливое отношение царского режима. То, что будут набирать рекрутов в армию. То, что, возможно, будет такое же отношение терских казаков, как было в Назрановской крепости к остальным. Они все это знали. И они такой жизни не хотели. Вот поэтому и, возможно, по другой информации они ушли, покинули эти земли. Но уж точно не потому, что Муса Кундухов захотел или написал там Филькину грамоту или что-либо. Да, там он написал князю, князь ответил, вот это является основной причиной. Да нет. Там одна из причин совсем другая. Башлам, ты услышал Галгай Карабулаки, тогда зачем дать клятву в 1800 году против карабулаков? Ну, тут моментов, муслимон, здесь просто огромное количество моментов. Огромное количество. Я же говорю, карабулаки, Уарстхуай были полностью в основе своей. 98% были на стороне имама Шамиля. То есть на стороне Нохчи. Поскольку Нохчи входили в состав имамата Шамиля. Понимаете? Вот почему. Но тут же не только Уарстхуай, тут и Эхки туда и входят, и ауховцы туда входят, и уже все начали стать тут повально уже, и все молчат, и все довольны. Потому что не любят читать, а много читать приходится. Многие. И я больше чем уверен, что Красный Горшок приложил туда усилия. Вот это описывание 16-17 веков, это выгодная для него тема.
Потому что ингуши никогда не претендовали, не говорили, что акоки являются ингушами. А теперь начали говорить. То есть первый договор, подписавшийся с царской Россией, подписал, получается, ингуш Акок Шихмурза Акотский. Я правильно понял? Если я не прав, то исправьте меня. Второй договор подписали в 1770-м опять же ингуши. Третий договор в 1810 году подписали опять ингуши. Странно, однако. Интересный момент. А получается, чеченцы вообще ни с кем никогда договора не заключали. Так что ли? Ладно. Вопрос не в земле. Вопрос не в земле. Вопрос в истории. Вопрос пересматривания истории. Понимаете? Да, муслимун, вполне возможно передадут. Вполне возможно, я согласен. Я говорю, там есть моменты, которые можно сразу отдать, да, там для туалетной бумаги. Это заключение договора, вот это последнее, то, что касается последнего заключения в 2018 году. То, что, вот все, что они написали, это можно сразу на туалетную бумагу. Это однозначно. Вот просто мне очень сильно задевает, почему... Вот задевает в каком плане? Все молчат. Все опять готовы обвинять всех, кого угодно. Они, зачитывая этот доклад, они говорят, мы отправляем этот доклад всему чеченскому обществу, чтобы они слышали, знали реальную историю. Какую реальную историю? Ну, даже какую? А мы опять ха-ха, хихи, снизу смайлики, там, кто азербайджанец зайдет, кто другой зайдет, цинку очи, аж давай. Никому не интересно. Никому не интересно, что духдаш, мы умрем, наши дети останутся. Это шубершан ты абисардош бушуна. Он бугаешон. Сегодня, как фундамент, монолитная республика, государство Нохчи, который строится, возрождается, подкладывается четко под определенные стандарты. То есть подкладывается, говорят, эхкы, Алам эхка, земля вся, она Нохчичуа находится, говорят, что они ингушское общество. То есть должна и земля потом завтра, послезавтра вернуться. Они говорят, что 1900, мы не хотим, Бахцар, договор заключать с Чечней по 1934 году. Вы задумайте, насколько они выбирают себе выгодную позицию. Мы хотим договор по Горской республике. То есть, когда Чечня выходила из Горской республики, она не трогала Сунжинский район. И значит, Сунжинский район принадлежит ингушам Бахцашу, Духдахаш. Но они же не говорят о том, что во время выхода из Горской республики они не претендовали на Сунжинский район. Они тоже не претендовали на него. Что за Горская республика, как там все происходило, все прекрасно знают. Однако, они и не хотят делить этот участок земли. Они говорят, это нам. Они не говорят, почему в Назране в 91-2 году они кричали с чеченцами по 1934 году. Ассаламу алейкум. Горец, я последнее предупреждение делаю. Ироди, Галгай, Эхи, договор писали, не писали. Давай не будем тут сейчас, если ты хочешь, по этому договору, вытащи фамилии, посмотри, кто там писал, кто не писал. Там ваши сказочники рассказывают, и что наш хвай там из остальной. Маица, Делдамадиц. Мы прекрасно знаем, к кому они относятся. Валикум салам сайт. Башвам, ассаламу алейкум. Я аршчак, что чума да сати, нахчу обещан больше, арвош ворса. Дигду.
Gayta, öyle по крайней мере. Ha, son goyut arasın. Sakiç kuli olmuş derş boral. Sagay çudur diyor. Bak doğrusun da lah derdo. Boş вам. Адекват, ага, с поверхностно 3-4 страницы. Дарк Техас, ты баш углубляться. Среди нас царь по Горской республике Болхш, есть Болхшин, да, с границ. Болх и царишь. Да. Нет, Так они есть. говорят, нет, я хочу, чтобы ты понял. Они просят, утверждают и говорят, что мы утверждаем и говорим, что мы не согласны делиться с Чечней по 1934 году. Но по вообще законам, если я не ошибаюсь, по официальным данным, Россия преемница СССР. И какие границы были при СССР, вот по таким же границам, которые заключался договор, также должны расходиться. Это однозначно. Но они не хотят, они говорят, по Кавказу, когда Горская республика, мы выходили из состава Горской республики, и именно Муса Зурабов в своем докладе тоже это намекал. Давайте вот именно, но Муса Зурабов промолчал, что Сунжинский район и ингуши не претендовали, округ Сунжинский. Понимаешь? Они тоже не претендовали, но они этого не говорят. Да, они говорят именно по Горской республике. Ага, по Горской республике я без проблем, я ищу ушивой в любое время, потому что если почитать книгу Макки Албагачиевой о демаркации границ Ингушетии, то там конкретно пишется, она как раз таки пишет, что после того, как, в общем, после распада Горской республики Чечня выходит, но претензии у Чечни остаются к приграничным пунктам. Тот же самый Серноводск, допустим, даже в Горской республике он не был. То есть его с выходом чеченцев в отдельную автономию вычленили из Горской республики, и она была в составе чеченской автономии. Дальше, если говорить о землях с казаками, о спорах с казаками, то по поводу земель у чеченцев были споры, перестрелки. В тех же этих книжках Макки Албагачиевой они упоминаются. Не только, не только. Есть конкретные претензии Асламбека Шарипова, где он на заседании ЦК ВКПБ уже во время революции, то есть в начале 20 века, он еще в то время, как раз когда идет вот это деление, дележка идет белогвардейцы, он в то время заявляет и говорит, и претензии заявляет казакам, белогвардейцам, точнее тем, кто был, что эти земли чеченские. В то время там идет то же самое. Хадис Ахуда. Дальше Макка Албагачиева подчеркивает, что у них с казаками в Сунжинском и, как бы сказать, в ингушском вот этих, как бы сказать, двух административных единицах никаких споров, разногласий не было. Даже после того, как чеченцы вышли из Горской республики, в Горской республике эти сунжинские земли не были в составе ингушской административной единицы. Верно. Они были в Горской наравне с Осетинским и отдельным Владикавказом. То есть и Владикавказ не был ни ингушским, ни осетинским, он был отдельным, и Сунжинский был отдельным. То есть если сейчас они на какие-то земли будут, как бы сказать, претендовать из-за того, что они совместно с ними находились в Горской республике, этот тупизм им придется еще распространить на всю Осетию. То есть они и Осетию должны захотеть, чтобы она была в составе Ингушетии целиком, вплоть до конечных вот этих окраин земли Осетии. Валай, когда говорят про Нохчи в основе своей, они имеют в виду нохчмахковцев. Но это ваша тупая политика, это нас не касается. Агалгай, мялхишотой ахтит эрлуай, то есть всех лоамарой войнах азадукуак. Может и лоамаро, может и галгай, может и все что. Ируай, шотой, ахты, иш нохчибон, сашаш нохчибу дахает нам. Никакой ни ингуши, никакой ни войнахи, ни майнахи, ни пяхи, ни нахи, цаумяцу. Юхлане, еще раз, я тебе говорю, предупреждаю, вот эти свои сказки оставь, мы уже сегодня достаточно. А дальше по этому вопросу... Дайла Хайгорис был Шергияс Тамельшаш.
Эфириасун целярсун халхетер, да, борштос камиль, ждаться вещь, когда ингуши подразумевают ногчи, когда они упрекают, допустим, той же присяга, они в первую очередь задевают не ногчи махкой, а ауховцев. Когда они хотят, они упрекают договором шатойцев, которые были принуждены после того, как их селение было сожжено и окружены войсками. То есть вот эти лицемерные, вот эти ваши ходы нас уже, знаете, вот валай, по горлу уже достали. И борштос камиль садяша, ягоч, хазборщу доли шаш ешил камел шаш дештл борш камел нохчичун дуал хвати деш и ца ес камел шяза це шохчу терлош милош бухан шаш кечан милош бухан шаш цар гойтура он любой чун хона гойтурду кечана гойтурду и дия аховши ва аховши ца анахч борш бацкуштах любой кто исключает когда говорят о чеченцах наши другие общества помимо нохч махкоч эберлой кибеш борш бацкуш все каждый кто исключает нохчи цей ахшбуш они говорят о нохчи نوخشي قام حيدا يشتات شاش نخ بورشا يلا شي بغن دولا ديش عط عيز يميلا يلا نوخشي قام ديق يشتات если мы захотим кого-то упоминать отдельно цхорой фяпи галгай мы будем отдельно их называть если мы захотим обобщенно назвать их галгай эрду о лицемерный цадойный стандарт шо лило ряцо я дал да эрду тун милхета милцахета إذا شاتك борша волч того ша хадо ша багар хадо что камела за без лицемерных вот этих женских ходов хилди что если аж ногчи бохи то ногчи шаш бубух шаш буйху шаш ица ногчи комац было орстой бу мелхи бу терлой буч инхой буч анти бу чеберлой бу ногч махкой бу теркой бу ламрой бу халар наш бу вахар наш бу чур наш эрер наш бу бе баш басуш масуат ногчи буш جيما خلوت اياتي جيما نوخشي قومي حاج يوشخلشي نوخشي قومو شاش سعدو دع قويت يس اميرش نوخشي چا يوتو يولشات نوخشي چا يق امال بورش ورش ولشتغو هوخشو ول يق امير شيتس يوش так ишт элчи хылхи ташен дамы дулдейш маитлеш дог маицейш шей задрилмш маицейш шей дахра юадал аша яшвори дейш дердо что камилш мадейш нохч штва хоши левиц эршязеш шашую цагойч милошу цагойч и ца лицемерный ходыш сеш нохчи бах массо нохчи букуш бохш цан бохари хакан ца бохари тхун бедас сун нохч мох кочон ца элчи аршта аш болчан ца элчи лома аш болчуна хисте аш болчуна хиндиха аш болчуна хилсиха аш болчуна ца элчи сон цатер хилхет инс хилос إذا يسمع تصا بزرتانو بوش ميشريو حنا خيو حينيو تخوش تصا بزرتانو روسلان بوش بورشيو سمع تصو خلدي حيروي تايب حخيج ستايبن سون ويزش سا جرجر تاغوات ستايبن سون خلقي تقص ياس قميرش يشهوش تصا بوخ بوخ قميرش يشهوش إيش Да, خلقي он оскорбил, очень сильно оскорбил, но ногчи тайп кельдейра, чего оскорбить, вот что щеку яц. إيش ميلوش أسكربيت بيجي سون تعتير أطلقز إيش تخت نخشي قام تون أوت تليل دوي دات زدري أمش пригородня дабан бол санна хия назрана иштляш бол уқари цаош иттер шеш камелш муйвар шу короче оқар девди хоқар вишти тунца дези камелш оқца до ишт ода наличности дой камел на общество цадой оқ целый тайп наша тукмаша лей тайп наш туел вира хадел дуй боштак оман юқаца дуйц оғыш дедице турдацов дална от ханюк адерг да қурду юк адейцер доцург арер шаги камил шөтөряц яс камил шөтөряц данла алла хо пурблурду хора тагана нохши ома дин долч камила хажоп дал Да, и шон дивиш что он хо смотрю специально стравить бен тхошу да шут хобат али тарам би яс камил дац цатиет сразу وين خا يكندوش تو тан мот нохч мах кошса элчи вай паргат эрду дила дилш само дилш снах я шарош не хичан да, ну, в общем, перезагрузиться я сах под элеминаты очень стали. Сразу отчула всех подписчиков я прошу, продолжение будет сейчас через минуту. Я сейчас перезагружу, а потом заходите.
Так, Баршлам. Продолжи, не садится просто. Дела Баршлам, das Kamilschlash, der Yel da Yol, Lil Yol, Шумшутиорш, Вала, я Сейчас таким, Ючеш, обитай, Кастур, давай с тобой по докладу пройдемся, будем его полностью от и доли поперек. А вот я Дальше я просто, Алла Угуш, я буквально 3-4 страницы заглянул, из того, что я увидел, они нагло берут акинцев, приписывают себе, когда хотят. Когда хотят, они говорят, ну, эхкиш, чтобы, короче, заставляли нас мубарца, утверждая, что мы неверные, короче, приходили к нам с набегами, и в ответ им мы построили башни Божса, Камиль, что совершенно дагдеч. Послезавтра до Валерика, ютер и из западной стороны гуш я сам хибаш, юшчех тера датша, дай добёхкин, лат наш кеш наш хибаш. да, ну, они уже хорошо дошли до уха уже, дошли. Это ухо муду хакер тактик мую. Давайте вы нас поддерживаете там, ухо типа это ингуши вы утверждаете, а мы будем говорить, что наши ингуши, короче, к вам поздно поехали. И тактик ютер дать мы вам услугу бошса. Взаимно что то нохчи ком моста гашсани беш. Нохчи коман дуал сана кер бартхулш балахайрикичан дуалах оршам шайлат наш аш. Тебе не показалось странным что-то за сайт? Ты детально, начало хотя бы детально прочитал ты? Да, в какой момент еще Хайнас? Тебе не показалось очень странным, когда указывается вот именно 16 век, 17 век, про ауховцев, про акоков? Тебе ничего это не напоминало? Да, слушай, я галгай ингушия. Ты знаком вообще с работами Красного Горшка? Поверхностно. Тебе вообще ничего не напомнило это? Ничего? Нет. То, что они там сообщают против, как бы сказать, оболванивают свою молодежь, настраивают против чеченцев, это понятно, это у них уже в крови. Они просто хотят, чтобы остальные люди в Ингушетии, в Дагестане последовали за этой кучкой военмостры, балуш, буш, военмостры, беш, буцар, царях. Они, короче, обманывают ингушские народы, короче, он за мэр хилгерч видео звонок датух хайца боршалёч бол нахуй бой угрожает теша камельше шлил. А так что творят свои цагоцан инс лицемерит дешок что духна бокин сок что просто я не хочу их по никам называть лицемершуешься последница мою лицемерш нохчи кам митингшка халагойтен цай нах ёлохчена нохчи коман иттершечена ха تبع دعشة ديستريل بورشلت خلال شيء نحصل إيمان ستونا حق يعني حيخرج ليش بول نخبوي أتنا خاطر والقصة إيش لتسميرش سخل شلخ وليلش سخل قهوليلش بوش نيسوا يوسف خنا ح بقدر يدوتش خنا ح شني أغر دوتش خليز شني أغر قهوة حقوال шварца. Они ссылаются, в общем, в этом докладе на Загурова, на Сетина, который написал книгу о выселении горцев в Османскую империю. В общем, книга сама очень по себе хорошая. Человек потрудился, собрал большое количество документов, но они не учитывают того, что, несмотря на то, что он там называет и карабулаков, назрановцев, чеченцев отдельно, он в итоге говорит, что это все отрасли одного и того же народа, то есть анохчих амдуиз. В тех же документах, в одном из докладов, в одном из рапортов пишется, что к усилению давали одобрение только... Вот самый важный момент ты должен подчеркнуть, чтобы обычно всем было понятно, почему это делается и что вырываются вот эти материалы. Это вырваны из контекста материалы.
используется специально для определенных конкретных моментов при стравливании, при разделении. Просто делаются убросы. Загуру. Почему? Почему именно Татоева брали? Они же вновь и вновь говорят, вот, осетин написал, вы же с осетинами дружите. Вот вам дружелюбные осетины написали. И видишь, с Кундуховым тоже они делают, и именно делают такой акцент именно на то, что Кундухов был осетинцем. Хотя я, честно сказать, ничего... Кундухов, Хагаря, Хазаконнахас, Бусул, Лейз. Там есть разные версии. Тот же Загуров передает одну из версий, то, что Кундухов по причине того, что он хотел поднять восстание, был пойман властями. Это просто народная легенда, как бы сказать, предание. Там и документов нету, подтверждающих этого, и то, что это опровергается, тоже нигде, как бы сказать, я не увидел. То есть Кундухов попался на том, что хотел замутить восстание, и вот в ответ на это власть его, как бы сказать, поймали и сказали, в общем, отпустим, если ты с собой увезешь таких же настроенных против империи людей, в общем, вот так вот. То есть Загуров поступил так с остальными чеченцами, как поступил со своей семьей. То есть он сам выселился со своей семьей, хотя, конечно, условия у всех были разные, но как бы то ни было, Загуров потом не сидел на наших землях, как некоторые наши братья не заселяли урсхойские земли, короче, и, в общем, нормально. Ты по докладу помнишь, когда они начали утверждать, что когда начали делить казачьи, они говорят, казачьи округи его никогда не называли, они говорят, что его называли Сунжинский, никогда казачьи его не называли Бахсар, это неправда. Казачьим округом его тоже называли. Есть карты, где прямо не указано, что казачий округ. Ты не заметил, когда они описывают момент и говорят, что определение Сунжинского района незаконно, то есть не по национальной принадлежности, были переданы часть земель Чеченскому округу. Они же до 1934 года входили в состав Чечни. Моешь входить, я моешь? Да. И они, да, конечно, и часть, и даяллы, бахцар, ну даял богу яцер бахцар. А как они на Дощериева и Алироева наехали, ты читал? Пока нет. Ну, давай, там они просто мегазвезды, просто рвут и мечут. Они подвергают сомнению всему насчет галанчурского диалекта. И где еще больше всего понравилось, где они пытаются, говорят, что Галанчурский район входил Ингушевский округ. Это, конечно, они как говорят, мерджинцы, поскольку не хотели жить, мержуай, которые не хотели жить и не давали им жить там царские власти, переселились, говорит, в Малую Кабарду, а на эти земли пришли, осели акинцы бахцу. Ты заметь, как они говорят. И вот эти акинцы, когда, помнишь, этот договор был между, когда они попросили, мы хотим близко родственному своему народу, записки я докладной язын. Это 1860-е годы, когда обратно вот этот кусочек земли вернулся к чеченцам. Помнишь ты этот момент? Мутно припоминаю, только не в докладе, а как-то отдельно гуляло по сети. Оно в письме есть, где, допустим, общество, которое проживало там, общество, заявили о родстве своем с чеченцами, и хотели остаться в составе чеченского Аргунского округа, а не Назрановского, потому что Назрановский округ слишком далеко. Они подразумевают под этим моментом четко один момент. То есть они говорят, орсхоевцы, которые по сути ингуши переселились на часть Малой Кабарды, земли Малой Кабарды, а туда заехавшие акинцы, которые частично себя чувствуют чеченцами, а частично обществом акинцев, они сказали, что они хотят жить в Аргунском округе. Даже в этом моменте, там очень много между строк можно прочесть. Мне, честно сказать, у меня душа радуется. Почему? По этому докладу сегодня можно, ни один человек из них не появился, не сказал, доклад, профанация душун, ой, вегри душун, ой, ца душун, ой, бусулба душун. Ни один человек не сказал. Значит,
Они говорят, что этот доклад подготовлен Всемирным конгрессом ингушского народа. Понимаешь? Если ищут, значит, они все настроены на это. А В дальше общем, вот это... они говорят от всего народа всегда. Они всегда от всего народа. И это на самом деле, как я воспринимаю. Есть народ, есть предводители. Когда предводители кричат, а последователи не говорят, что они провокаторы, что они там пытаются рассорить нас на вот этих всяких фейковых обрезках, с каждого года там по кусочку с разных вот источников склеили. Я считаю, что это все их последователи на том же. Вот эти, которые здесь сейчас вот пришли вот в нашем эфире, я опять ники не буду называть, потому что задену их на публику. Вот эти люди, табнах борша яти штат, которые сидят здесь, нас учат, прежде чем там поучили кого-то. Когда учат, когда наставление делают, надо наставление делать в первую очередь самому близкому, который кричит, там сидит на митингах 3 года стоял, короче, всякие разные байки про чеченцев, о том, что чеченцы своровали, потом Кадыров своровал, потом, когда Кадыров к ним приезжает, нет, мы против Евкурова, когда Евкуров приезжает, нет, мы не хотим с тобой разговаривать, пока не вернешь земли. Евкур говорит, подождите, мы чужие земли забрали, короче, вот это всю жизнь их была, их территория была, кто-то придите, обоснуйте, или мне, говорит Евкуров, или он чеченцам. Никто не появляется, а те, кто появляется, не приходят. Не прошло и 3 года, вот сделали доклад. Да. А знаешь, Башлам, это их не первая вот эта выходка. Ты, как бы сказать, знаешь, вот у них, как бы сказать, Севрюкова или как она была, она какой-то журнал выпустила, у них вообще засекреченный журнал был. Я просил у ингуша какого знакомого, они мне этот журнал даже не показали. То есть, когда тебе показывают вот какой-то журнал, и ты видишь конкретные документы, которые тебе предоставляет вот эта противоположная сторона, ты можешь поработать с ними, ты можешь опровергнуть их ложную сторону и принять, согласиться с тем, что они где-то правы, допустим, да? А когда у них нет и сплошное обвинение в том, что мы не виноваты, точнее, то, конечно, у нас есть свои документы, у нас есть документы общероссийские, у нас есть документы, у нас есть источники не то, что чеченские или российские, у нас есть прям ингушские источники, которые говорят о том, что чьи эти земли когда были. Допустим, тот же ингушский археолог, если я не ошибаюсь, имя я его забыл, в одном из своих сборников в 68-м, где-то в 70-х годах прошлого столетия пишет о том, что проводились некие раскопки в Эч-Ах, в Горной Чечне. То есть, когда человек-ингуш пишет, что, несмотря на то, что у нас была общая республика, он мог спокойно сказать в Чечено-Ингушетии, никто бы его даже тогда ни в чем не заподозрил. Да, это был Чехкиев. Имя, не помню опять, какое-то странное имя у него было. Вот этот Чехкиев, несмотря на то, что мы были в общей республике в Чечено-Ингушетии, где он спокойно мог написать в Горной Чечено-Ингушетии, он просто написал в Горной Чечне. То есть, понятно, когда у ингушской страны столько хороших, как бы сказать, документов, которые подтверждают нашу правоту. То есть, есть статья вот этого года, 2021 года, посвященная или прошлого года, посвященная вот этой годовщине 250-летия добровольного принятия подданства Российской империи. Там Марина, так, фамилия тоже ингушка, написала статью и пишет, что те люди, которые выселялись на плоскость, это были в первую очередь военные и их семьи, которые получали земли на плоскости за службу свою, за несение службу царю. А чьи земли они получали? Понимаю, конечно, они скажут, ну, мы получали орстхойские земли, короче, а орстой, типа, это ингуши, все, на этом разошлись. Так это не работает. Если вы кого-то там пытаетесь упрекнуть, вы хотите отделить от нас целые наши чисто исконные чеченцев, без которых и чеченцев-то и нет. То есть, если всех нас разделить, там, не знаю, по племенам, по обществам, что от народа останется, тогда и народа чеченцев, как бы сказать, по-вашему, не существовало.
Так То есть, для если... чего это делается? Для этого все это и делается. Да, и доказ. Там же не просто они говорят, ты видишь, они говорят, этот доклад, чтобы все простые чеченцы ознакомились и знали историю Бахцо, что Да. вас обманывают. То есть, получается, нас, народ чеченский, обманули, власть заключила между собой эти договора, поссорили. На самом деле, вы земли не вернули, это земли наши, у нас их украли. И Бахцар, они, то есть, считают, что вот то, что они говорят, это достоверная информация. А то, что наши говорят или мы говорим, это все недостоверно. И кто-то задонатил, да, Саюш, донат. Вот, в итоге, Башлам, они называют земли орстойцев, которые они заняли. Вот, допустим, я знаю лично людей, вот любой орство может мне написать, пообщаться со мной, я покажу статейки, брошюрки вот разные, которые ингуши состряпали наспех, утверждающие о том, что те земли, которые они заселили после депортации ингушей, они исконно ингушские, там, исконно алгайские, исконно цхоройские. Как бы то ни было, иногда бывали такие моменты, что один тейп поселялся на землях другого тейпа. Допустим, на примере чеченцев это тейп Мержой поселился на землях тейпа Тумсой, Барза, Шата, Дохдой. Но при этом Мержой не утверждают, что, короче, это их земли, там, что они как хозяева, там, гарваж. Они знают, кто первым там был, честь какого общества, какого тейпа эта гора называется. Насколько я понимаю, они не претендуют на хозяйство в этих горах. Они знают. Также есть и другие тейпы, которые подселились к нашим другим своим тейпам чеченским. Но никто, переселившийся тейп, не претендует на земли того тейпа, который там жил до них. А тут, короче, как получилось? Орстойцев депортировали, ну, их не депортировали, их, вообще и другие наши общества. Мухаджирство ты имеешь в виду? Мухаджирство им приукрасили, переселение в Турцию им приукрасили, и, в общем, они переселились с другими чеченскими обществами. И в итоге на их землю поселились люди, которые в итоге себя называют хозяевами этих земель, называют эти земли своими родовыми, короче. И считаем, что так не надо. Если ты поселился, ДРС Хилшон, Орство, ДРС Хилшон, Шулат на что хочешь, Галай, Цечо, Мержой, Далси, Дуэлшу, Тон Техцедеч, То Ауч, Дуашока. Тоду, например, Орство, Бу, Малый Кабардая, Хунадини, Хари, Важибош. Мы по всей Ингушетии расселиться один Ашбу, разбросанные среди всех других. Шей радуется стабильно, шей бешнах больше, юртиоч. То есть те же галашки, допустим, те же, допустим, мужичи, вот эти все селения, Орство, Ярчуш, они там должны жить, и мы им должны... Да, Ярчум, оставь сайт, мне интересно. Гелистан, новое государство 16-17 века. Что знаешь об этом? Расскажи мне. Я как не сам лучший историк. Да, Гелистан, оказывается, было в 16-17 веке государство де юра принадлежавшее кабардинцам, а де-факто большинство народа в этом Гелистане был этот ингушский народ. Что ты знаешь об этом государстве? Расскажи мне. Наверное, если это государство и было, то оно было, как оно называется, в Джайраховской и Васиновской котловине, то есть Таргим, Эгикал, Хамфи, вот в этой области. И оно было очень было. Ты не говори о гипотетических вещах, скажи конкретно. Государство Гелистан, где оно? Кем ты слышал о нем? Не слышал ты? Башлам, эти люди много что расскажут, о котором мир не знает. Так что, в первую очередь, надо их, наверное, дождаться, пока они предоставят какие-то документы, подтверждающие свою правоту. Но я знаю, Руслан, карточка не снимается, Дазина. Так да, Башлам, забор Yorasam, Аллах дал, беркте, Расскажи о Гелистане, расскажи, я хочу услышать. В 16-17 веке было целое государство здесь. Насчет карабулаков отдельно просто чакдах волшурсу, просто вот это, просто ярч, ладно, это все понятно, они сами, наверное, орствош, гуштуешь и царливоштек. Но когда договор заключают, никто не обязывает тебя говорить против чеченцев и карабулаков. Никто тебя не обязывает, тем более это если вольно, никому не покорный народ, никто тебя не заставляет. Получается, или ты писал это сам,
лично осознавая то, что ты пишешь. Хотя в действительности это подтверждается последующими фактами, что, ну да, всегда на стороне, короче, противоположной чеченцам и Орстой и другим чеченцам. Хилыш в основе своей, массе своей, конечно, в семье, может быть, и не без хороших людей, но как бы то ни было, войдут общие понятия. То есть, сейчас там хиллабаха. Почему, допустим, вот в договоре так, почему, допустим, тот же Яковлев, который пришел среди ингушей, записывал то, что ему говорили ингуши, и все вот эти слова там про всякое происхождение, недавнее происхождение чеченцев, это все же от ингушей взял. Он же не проводил какие-то там ДНК там, или какие ДНК-анализы, или археологические какие-то раскопки. Он просто то, что услышал у наших братьев, рассказал, переписал в книге о нас. Хотя то же самое он об ингушах написал то, что он наблюдал среди них. То есть то, что у них не было там единого какого-то народа или не было там едино сложившегося языка, у которого было название, допустим, Галаймот там вот. То есть как они могут утверждать, что орство это ингуши, когда в тех же документах, которые они перечисляют, они отдельно обособленно упоминаются как карабулаки, и если дополнение какое-то есть, то в этом дополнении говорится, что карабулакский народ – это часть чеченского племени. Нашим сегодняшним языком, что племя карабулаков, так же, как и племя других обществ, это часть чеченского народа. То есть вот эти моменты... Нет, там они карабулаков приписывают себе по 3 факторам. 3 фактора они говорят. Да, что язык, обычаи, не женились, не разводились. Не обычай. Язык, диалект, не язык, диалект. Угу. Будем теперь, раз уж говорить, они же говорят, что мы тоже будем говорить диалект, на которых они говорят схожие, фамилии, на которые они, то есть они говорят карабулакские фамилии, и наши фамилии одинаково звучат. 2 фактора. 3 фактор, они говорят по ДНК, ближе ДНК их с ингушами. Это 3 фактор. И 4 фактор, ты можешь не поверить, но это великий 4 фактор, о котором говорится, что с чеченцами, псидахами, карабулаки не ассимилировались, а вот с ингушскими семьями они были не против. То есть с ингушами они ассимилировались, походу. Ну, получается так. Просто... Продолжай. 4 фактора я тебе перечислил, почему карабулаки, орство являются ингушами. Только я не понимаю, почему из-за сходства разговора, допустим, у карабулаков и у назрановцев, ингушей, галгаев, царимцев, их мы должны... Получается, то есть я должен сказать, Сань, если ты сейчас разговариваешь на русском языке, ты русский швайн? Не, Башлам. Если серьезно вот говорить, Башлам, если говоришь на английском, нет, ну это же тупость, я тебе к этому хочу подвести. То есть, ты хочешь, не хочешь, даже если ты четко выучил, допустим, есть этот француз, который играет национальный пандер лучше, чем я, или разговаривает лучше, чем я, хорошо выучил язык, но он француз. Но из-за того, что он говорит на том же языке, что я должен сказать, а он ближе к чеченскому племени, чем... Да. Башлам, почему галгай не орство, а орство галгай? Почему они притягивают себе орство, они сами, как бы сказать, под орство не уходят? А как-то это несправедливо, мне кажется. Да и, альхамдулля, среди нас такого не должно быть. Орство, бу шаты, бу ичкерхой, бу шей, массу шейшей, бу, но все это общество одного народа. Зачем одному обществу называться именем другого общества? Зачем Мержо должен себя назвать Цечу, если он Цечу? Или зачем Шато должен себя назвать Галга? Или Галга зачем себя должен назвать Шато? Это все равноправные, равнозначные общества, которые кто-то откололся и пытается сложиться в народ, кто-то там пытается кого-то других к себе подтягивать. Исторический факт, что видишь, в любом случае мы можем-то это не только обосновать, там, показать у самих же ингушских историков, как они там у 3 крестов договорились быть одним народом, чтобы спуститься на равнину. То есть, получается, не было у них ничего такого, что... Они говорят, у этих 3 крестов нужно границу проводить. Нет, ты не понимаешь, Сам, я четко подводить ящик. Они говорят, что мы оскорбляли акинцев, бахцев. Ладуа, самое интересное, мы оскорбляли акинцев тем, что они были христианами. А
чеченцы сами христианами были не сильно. И за родства то, что ингуши были христианами, и акинцы были христианами, они одно. А то, что чеченцы менее были христианами, это такой маразм. Это такой дебилизм. Başkan, sıkı naşe iman Я on просто dual в шоке. bak, görmüyorsun kenti. А? Iman on dual bak, görmüyorsun sıkı na. Не, во-первых, я никогда в жизни не слышал лам керст алита, но то, что мы упрекали и назвали их ламры христианами, ну это что вообще такое? Это что за идиотизм такой? Ага, А то это есть, хорошо. Если их то есть они лам керст олар бахцар, лам керст это хорошо. А почему, интересно, тогда акоки являются ингушами? На основании чего? Акок это какое-то ингушское слово тоже? да, Или чеченцы так называли восточных ингушей? Я не понял. Вот Музырганов подогнать. если они по лингвистическому характеру выбирают этноним, мне интересно. Başkan, по языку понятно, короче, полное, муэрдом, бредятина, юидать. Язык у нас, алхамдулля, богатый, не состоит из одного диалекта и не является диалектом. Наш язык, алхамдулля, имеет свои глубокие корни, и посредством, как бы сказать, одним из доказательств этого является то, что в чеченском языке сохранилось немало наречий, немало диалектов, говоров. Мы этим гордимся, и из-за того, что кто-то говорит так или сяк, мы от него отрекаться и не собираемся. Несмотря на то, что орства говорили так, как они говорят десятилетия назад, сейчас ногчи будешь, они не стали себя приписывать там к Цхору или к Галгай или к Фяпи, до конца хабош бу ногчичур, просто там чуть-чуть в Ингушетии баламутят им головы. Некоторые уже устали от всего этого, начали, как бы сказать, отделяться, дадолтхо, Галгай, Хиллур дац, Галгай дац. Хилла дац, Галгай дахра, Хир долш дац, и дамадайцега, чомадайцега, Галгай махка. Ногчичуа, ичкери олчена, любой чушен лук, дюсу чхена, мадайцера, ногчичуа, то ногчи дайци, то хар дайци, то виштой бош. Хум шхил дайци, адел канхетамц. Дюсурам дуц хаболчар. Единичный случай, что Нет, ну, больных людей всегда достаточно, я не спорю, всегда будет человек, который может объявить свой дом отдельным государством. Но он останется, сай уерза, цац момент, она гаскаш хитрен, хоуте я чисто немецкий байрак платит, вахи на бош, метик шукой, цац был просто царь, был цабизман. Но это же не обозначает, что мы все такие, или что здесь был Третий рейх, или что мы Гитлера оживить хотели. Нет, конечно, это чушь собачья. Следующий критерий, хуерте, кроме языка. Язык. Фамилии одинаковые. Фамилия. То есть, когда ингуши упоминаются в более ранних этих документах, в той же присяге, допустим, по имени Тейпа, у них всего лишь несколько-то фамилий там. Оздоевы под другим фамилиям, третий там под другим фамилиям, все там под другими фамилиями. То есть вот этого тейповой привязки нету. А то, что, допустим, они перечисляли там фамилии такие, как Булгучев. То есть Булгучев это Фаргиев, фамилия... Булгучев. Да, Фаргиев. То есть это живые люди. У чеченцев, наоборот, не в честь, в основном не в честь Тейпа, а в честь таких же живых людей, отцов наших, которые жили до нас. Отцов. Да, и штука. Если как у какого-то Гара и некая совпала фамилия с именем Нету отца. Ламру диалекта нету. Ламрой это все ногчи. Чистые ногчи все ламрой. Диалекта ламрой нету. Есть галанчорский диалект, есть там шатойский диалект, шаройский говор, там это есть 7 диалектов, 10 говоров в нашем языке, как полноценного, сильного языка, ногчи мат. Остальные, если любой язык не имеет хотя бы несколько диалектов, то он сам является каким-то диалектом. Поэтому, само собой, ламро нету такого народа, нету такого общества. Ламрой является каждый ногчи. Сколько раз еще говорить так, я не знаю. Зачем вы такое? Ногчи ларваться, ще бауэй, ще ламбоч. Бау юх ер цадючновой, цантейпнах гара, хилгарах, дохкил тейп, алер цадючновой. Вишта, ще ормаш каломар, массу ногчи уцундел, вай ламрой, ду лома ашвала хогала, ра ушела, ашвала хошел хову.
Иметь шива дюцерк. И хакордаться башлам. Кихудерцер, мот фамилишам, понятно. Шайдейц эрах нохчсан лили на царгума дац. Шайдейц эрах лило яхцахиеч, лило ес шайдейц эрах. Смотри, диалект, фамилии, то, что не ассимилировались с чеченцами, псидаха, а ассимилировались ингушами. То есть у губах псидах ереягаца ягатин, еялаца и набахца. То есть, получается, тогда некоторые ингуши, которые играли свадьбу с осетинами, они что, больше осетины, иронцы? А это уже не важно, это уже другая история. говорим, они же не про осетин рассказывают в данной истории, они рассказывают именно, что карабулаки, то есть уарства, они ингуши. То есть они поют в ту сторону, в которой им выгодно и в которой им хочется. Ну, понятно. А четвертый они сказали, чтобы... Подожди. Туда всех наших подписчиков. Когда делался этот доклад, чтобы все услышали меня с Ютуба, с Инстаграма и где бы это ни было. Старейшины Совета Тейпов, когда зачитывали этот доклад, сказали, что мы хотим, чтобы к нему отнеслись серьезно, научно, чтобы обсуждали его. Это мы, являясь истинными Нохчи, послушали старейшин Совет Тейпов Ингушетии и обсуждаем абсурдность или же не абсурдность научных фактов, которые есть в этом докладе. Сайт непредвзято, я не предвзято, мы обсуждаем. Они попросили обсудить, мы обсуждаем, чтобы было всем понятно. Так что для начала это так. А что касается не ассимилировать, а последний четвертый факт, они утверждают, что по ДНК они ближе к ингушам, нежели и Уарстхуай, и Эхки ближе к ингушам и являются частью не ингушского народа, а ингушами являются они. Из-за того, что ДНК, да. Они могут заразить и нас, конечно, этим. J2 идеальный гаплогруппы. Подожди, они там четко оскорбляют, они говорят, что J1 это в основе своей J1, 3/4 всего J1 это Сюлей, ДНК Юбахцар, и они утверждают, что в Итум-Калинском районе в основном J1. То есть они уже оскорбили наших итум-калинцев. То есть, оказывается, Итум-Калинский это не ингушский район, оказывается, да? Нет, теперь они говорят 3/4 этого ДНК J1, а он является... Хазна бош. Бошлам. Получается так, Эхи, L3, G2, и так, G2, G2, J и G2, а G2. Ну, дикху, ишь люташем. В общем, J2 хаклуш бац, то есть они авалгалгай хаклуш бац. Они там указывают, что 90% J2 проживают, уже 90%. Было раньше 86%. А теперь уже 90% J2, они говорят в Ингушетии. Даже если 100% J2, то это лишь усугубляет их положение. То есть, насколько я знаю, у Уарстхуай почти что 80 или 90% L3. Точно я не знаю, но я знаю, что... Приблизительно у них большинство L3. В основе своей, особенно актив всех почти L3. Какое отношение L3 имеют к ним, я не знаю. Башлам, получается, Орсхой, который L3, J1, Орсхой, Дукка Мубай, L3 у них очень много, и J1 у них много, Мержош, Нюкабу, Дисселы солнце, тайп наш милош, торша. Батал хаджи вирдлилош бол, нах тайпан милош, бара бел харой бу. Чой, букибеш, бу. То есть не J2 букуш. Я не думаю, чтобы кто-то назвать себя ингушом. Да, не L3. Чтобы кто-то себя назвать ингушом, отречется от своих остальных орсхойских тейпов, допустим, тот же самый, допустим, Тьечо, чтобы считаться ингушом, он никогда в жизни не отбросит L3, J1, Шай, Орствоя. В общем, сказка, штука, сказка на сказке. И в итоге, Башлам, Асудер Дархан, если вот так вот посмотреть, Башлам, вот мы же не молодые так-то и люди, мы много чего повидали, мы наблюдаем эту картину, как бы сказать, не первый год. И вот смотришь, Башлам, у нас вот до объединения чеченцев и ингушей у нас были земли, которые после того, как ингуши ушли,
там Ельцин, туда-сюда, Салам Маршал. Мгм. В итоге 2 района наши оказались там. Приветственный салам, Ельцин, да. Да. В общем, злой чеченец, пока там войну затеивал, наши земли отошли туда. Вот мы насчет этих земель как бы так открыто, так явно прям не провоцируем их. То есть мы не поднимаем эти темы. То есть когда они необоснованно сказки сочиняют, вот они обоснованы, потому что они приехали сюда и обосновать свои слова до сих пор никто не может. А мы правду Не, такую ну не они можем. приехали обосновать. Ну, Дауда ты так Башлан. обосновал, что им они ушли и пятки одни сверкали. Речь не об Башлан, этом. они изначально даже не приезжали что-то обосновать. Вот, допустим, вот эта вторая партия, они там пересмотрим границы, давайте, вот так вот приехали, короче. У них обосновать ничего не было. Они прекрасно знают, что ничего не было. Единственное, Я что они попытались обосновать, то, что Джохар Дудаев дал Гештейлсун, не был чеченцем. Вот это они попытались обосновать. Но в итоге мы видим, и Милхала Киберш, Милхала Цунцинах, Милош Бу, Цунтахи, Цунюрта, Цунлу Кулер, Наш Цунтейпанах. Нохчи чо аш бол чара ца фитан до шахас санмагар цан барта шаш хома Милош Бу хушнах вот садел конхетанц. То есть вот нам, мне кажется, надо про наши земли, которые отошли несправедливо, за которые мы спасибо никогда в жизни ни от одного не услышали. Теперь они дали возможность, Без... чтобы говорили о Сундинском, Малгобекском районе. Башлан, Раньше я считал, что решение принято, все, закончилось и все. А теперь, они сделали всемирный доклад ингушского народа. Мы теперь сделаем всемирный ответ каждого блогера от себя и будем опровергать, показывать, где, что, какая ложь. Просто, я тебе говорю, бегло. Башлан, Я ни юридически, ни по шариату, ни по исламу, ни по законам Российской Федерации, ни по адатам, ни по нравственности, ни по менталитету, никаким образом эти земли не должны были переходить от воюющего чеченца, чеченского народа, ингушам из-за того, что они там захотели там быть сельцами в отдельной республике. Это несправедливо, мне кажется. Надо как-то аккуратно, никого не задевая, не оскорбляя. Чего аккуратно? Да. То есть не аккуратно нету. Не, я имею в виду... Просто нужно четко поступить. Почему аккуратно? Почему мы должны всегда аккуратно? Жабарашка, 94 страницы своих сказок. Читайте, разбирайтесь. Мы за 3 года собрали. И это не все. Там еще 300 карт, 500 там записок. Сам царю написал я лично, Боже. А мы до сих пор цацкаемся аккуратно. Валла, никакой аккуратный акт. Зачем я буду собираться, цацкаться? Все горшок, пишут все, что хотят, делают все, что хотят, а мы должны сейчас с ними аккуратно, Башлам, аккуратно, лайнахаться, лайкамял, лайш, что камял, я считаю, знаешь как, они открыли ящик Пандоры. Открыли. Они говорят, они начали говорить с 1860 по 1877 год, в основном за трек. Хорошо, Флаксин. Кавказская Горская республика когда у нас полностью перестала существовать? Если не ошибаюсь, где-то в 24 году. В 1924 году. Если они говорят по 1924 году, именно с 1860 по 24 записки, переписки, сколько. И самое интересное, мне понравилось больше всего, они говорят, карабулакские фамилии, которые были офицерами, милиционерами при царской власти. То есть не этот момент, я тоже очень сильно подметил. То есть они в этом случае не говорят, что они там являются ингушами. Они говорят карабулакские фамилии, которые, то есть и выдают эти фамилии, перечисляют их. Они тем самым хотят показать, что Орспай якобы работали на царскую охранку, то есть работали на царскую Россию. Но, подожди, там, если на то пошло, был и кабардинский полк, который дислоцировался в Кабарде. Там мог быть и карабулакский полк, который дислоцировался, где проживают карабулаки. Там был и чеченский полк, который дислоцируется среди чеченского народа. Но это же еще не было. А про ингушей я вообще молчу. Я за времена Ермолова бал на своей. То есть мне, если просто-напросто Орсквай
это услышат, услышат. Если не услышат, не меня я имею в виду, если они прочтут это так, как я прочел. А я прочел это как? Они тут указывают фамилии и говорят тем самым, что вот эти орстфольцы работали там на царскую Россию. Да могут работать каждый, кто угодно. Это сейчас не об этом. Я не упрекаю. Ни в коем случае. Но зачем это было отмечать? Зачем это было подмечать? Чтобы это видели. Чтобы орстфоль, которые говорили, что мы всегда воевали, были на стороне имама Шамиля, чтобы им показать, они все, ваши были тоже на этой стороне. Гейтер хамду и тигар. А какой смысл говорить об орстфольских фамилиях, которые якобы работали на царскую Россию? И в момент 1860 они говорят 1924. Это 60 лет. 60 лет промежуток, который им интересен, который они говорят. А мне вот интересно, если даже так они говорят, я скажу, хорошо, я тоже скажу блогерам всем, давайте, братья, мы хотим поделиться по 1801 году. То есть, когда мы вместе с черкесами дали им спуститься на назрановские земли. А давайте по этому времени. Вы соблюли до конца этот договор? Нет. Вы расторгли? Да. Давайте обратно. Башлам, асам губох. Лей нахаца, лей амалёлш болч нахаца, лейш сан камал дерду, лей хаз эст болчар қиет лушвег нагасан хила қието ишт бос сада. Шолга твой нохчи қомц и анча дахля халхетер болш мубати провокаторш. Сундел бохо салер луш сада цадук чо радикально цаволше, цанлер луше أقرأ وين تعجلش تأسس السيدات وتكبرتش حوزين وتغرت بيتات تمخل نخجي لاتنش ديت ديز وديت حالي يقول هو جين ديلا خير داترش نظر عني وعباكيتي ونظر عني يردحول يندر يقاتل صحبيحكيش يو يندر يردحول سيرنا وسكتاتل صحبيحكيش. Никогда не была кабардинской землей. Они говорят, это малая Кабарда, никогда не была. Это исконный наш. Ну какие исконные? Где археологические есть доказательства? Где что? То есть даже самый, а просто ты не... Он хезерца с самого начала этого текста там четко отмечено и говорят. Чеченцы платили дань Берку-Черкасскому бахсу за то, что они жили на этих землях. А мы, говорит, не платили. Да. Вопрос. Зачем ты это пишешь? Юх, шолонок куда дес хам башла. Обязательно, инах шар'и кайк безал хетсон. Я понимаю, что, короче, по закону, по всем адатам, по нравственному, все, что было во время войны, когда брат твой проливает кровь, земли забирать, даже если они были бы твои, а они никогда не были, забирать это очень низко, низким дуиз. Надо это признать нормальным, достойным людям, да, некрасиво мы поступили. Надо было подождать, пока или последнего чеченца похоронят, когда говорить не с кем было бы, или хотя бы со старейшинами собраться, обговорить, там, сказать, да, нохчи архалат, на что показать те документы, которые до сих пор они не показали и не могут показать. Я тогда понимаю, а так я не понимаю, нохчи амац и цилкерч долченаха, ельцине салам маршал бяха, латна ширайон шайнюка, туха ю нохчи латна шлеч ринеш хульша, Рамзан, гудохар, нохчи зяхне вялчи, ну, то, короче, Рамзан давахчи хатко Евкуров рездать. Евкуров давялчи хатко, короче, нохч хает, докладчи я что. И лицемерный тактик целилось сахаз открыто шашк. Ну, открыто целил до кизвайс мостал. Он целил до, ванохчи камхаз сабарт болштер харцон дохал да лахтер садаqa дехер дац цердац. Я садия, я бала, я бага меттигёч бисургуш, нохчи самбола. Царн ху тактик дикю. Нохчи никши аз яшай цохчу бахкин сан. Войнахи, братья, мы все сила, мы один. Сайд, суцал момент, вот садис валанис вал харцва, как раз авал аву моя, имеется в виду, орам был аву. Что восточный наш чуруха ичкери махкар. Сердцахаттерду. Вот объясни мне. Может, я не прав, может, я заблуждаюсь. Они всегда упрекали последние 2 года, что особенно восточные ногчи, они сюли вместе лясим-трясим и гонки, бой, сюли, бой, бош. Ты же это слышал тоже, да? Я это не от себя. Они говорили, что они ассимилировались нечистокровные.
Сюльчтане инбуберца. В основном восточные ногчи. Но восточные, самые восточные ногчи это ауховцы. Раз. Во-вторых, празднование района. В-третьих, там у них один братва, они богу ще богуши нарбату. Это говорили. Бузуртанов показывал карты и говорил, никогда аух не был чеченским. Вот все эти моменты. Потом упрекали, что Шейх-Мурза Окотский первый из чеченцев, который заключил договор с Россией. Вот эти 5 факторов, которые все мы слышали. И сегодня, прошло 3 года, они говорят, Шейх-Мурза и его сын, там, Батай-Мурза, то есть потомок Батай-Мурза были черным шрифтом, там написано, что они ингуши. Они говорят, что ауховцы, это Кишень-Аул, там, Кишень-Аух и Шабян, основали в основе своей, они говорят, основали ингуши. Самое восточное ингушское общество. А коки, они говорят, что ингуши. То есть сейчас резко все переформатировалось. Они сейчас забыли, что они, когда мы говорили, что они чистые, они говорили, они смешанные. Они об этом забыли, обо всем забыли. И сейчас они резко начали говорить, что они все из народа ингушей. Вот как ты думаешь, с чем это связано? Почему вот в этом докладе отражается иная картина от всех тех разговоров, которые они вели прежде? То, мне кажется, что у них планомерная работа по Панкисе, по Иордании, по Турции, вот это и по Ауху, и по приграничным с Ингушетией обществам. Они ведут свою работу, они знают, у них есть опыт многовековой. Они не первое общество перетащили на свою сторону, они не первый раз получили земли от Чечни. То есть сколько земель Малой Чечни сейчас вот в Ингушетии. Вот посмотри карту, допустим, до того, как имамат пал, и посмотри, где сейчас вот эти самые западные земли чеченского, как бы сказать, народа, как они сторону. Они не первый раз получили земли от Чечни. То есть сколько земель Малой Чечни сейчас вот в Ингушетии. Вот посмотри карту, допустим, до того, как имамат пал, и посмотри, где сейчас вот эти самые западные земли чеченского, как бы сказать, народа, как они сторону. Они не первый раз получили земли от Чечни. То есть сколько земель Малой Чечни сейчас вот в Ингушетии. Вот посмотри карту, допустим, до того, как имамат пал, и посмотри, где сейчас вот эти самые западные земли чеченского, как бы сказать, народа, как они У них зависает интернет. Сейчас попробуем что-нибудь делать. Чечни. То есть сколько земель Малой Чечни сейчас вот в Ингушетии. Вот посмотри карту, допустим, до того, как имамат пал, и посмотри, где сейчас вот эти самые западные земли чеченского, как бы сказать, народа, как они оказались там, как теперь Мержой или вот Галай Войсом Ингушетии.
Nalniychi атакуют, видать, башлама. Вот так вот удивляет нас Бяхмобил в Ижре. У меня это сбой произошел, к сожалению. Раз, два, три, четыре, пять. Сухай шуй. Что с эфиром? Эфиром Подписчик видел, как то, раз что, разговор. к сожалению, у меня связь такая хорошая. Başlan, salam alaikum. Валикум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Başlan, publicznie zagłaszać, sądzę, że ja go reakcję już nochcie won. Charakter de luce plan schritt hunde le zehan dan qi dan شابش شاينت بعد وهون بالبلة صون خيتريا صادوختش أدينا سملنا سمش генетический проект هروي يولي التحضير ريزولتات حقوير سير دقوا جي دوا خلر سي قلقايسكي تيش هوش чисто غلغي بارتك عدوق بش تيش لالوش تغينا احتير политик موير دا أرجونا تيبا إنغوشش بو مروي وقت جورجي سلويازي да إنغوشش بو كده بش يبل بو بوشة جيد وحماسو زيوغا شوخ سمودولار تير ويتح جيد واخلر جي دين خلر ال3 خلر قياش خلر اشت политик تير гоишун бош شوخ سمودي عبرش سوخينا سون سنجينو شتوش комментариш قي ملوار تير Gagi واتر Gogi وات باتر ياز واشتا زابرش ياشتا تل سوخميلكا شووش ياز واشي goy حون بورسا نوخشي يبل بوي بورس سوخينا دوني دوختش دونا سيلا ترنا سيلا قطيع داتوني تولتي حر هندو از أورس خواهي قيه چيره گوچ ميلري تاري بو بوش بالميال خيشينتي يزواش بر تاري لاما تميال بدولتيت نفتات سوخينا يزواش تاري اختير G1L3 G2 قيو групп наш гучи алюлеч так қитер таше пластинки так шабешти. То есть получается до определенного времени, по мне, я думаю, здесь они затрагивают два момента. Почему они сегодня начали ауховцев называть резко
не говорят, как они любили говорить, ассимилировать дин бой, сюлиш, хакет бой, у меня сюлиш, хабель бой, больше, юм здесь смотрит лицо, особенно восточная часть, сюли барца, а теперь из отъяца, околки стали тоже ингушами, и третье, десятое. Во-первых, я думаю, что это заказ красного горшка. Почему? Потому что если они ококи или ауховцы ингуши, это по-любому пришлый народ. Это? А значит, они пришли куда? На чьи земли? Ну, на дагестанский, ну, царский. Правильно, правильно. Они решают с одной стороны эту проблему, с другой стороны они решают проблему. Вот просто людям чуть-чуть понимающим вот эту тему, кто хавает, он поймет. Понимаешь? А тот, кто просто-напросто считает это шуткой, он и дальше будет веселиться. Что еще? Нет. Они в своем докладе уже указывают об этом. Если они заложили, значит, это будет напечатано, имеется в виду напечатано. Царь Ишче, мой азинер, за то, что 2-3 года Бамут там входил в Ингушетию, 2-3 года, не в Ингушетию, а округ. Шаран, он попадал туда, они начали записывать ингушский Бамут. Но Бамут никогда не был ингушским. Никогда. И не будет им никогда. Да, просто-напросто, я думаю, что сегодня они очень сильно баламутят очень сильно. Само собой, у них они знают, что они друг от друга. Это две ветки из одного дерева. Корень один у них. Да. Поэтому они отказаться от эхки не могут. Но заметь, теперь они уже не просто говорят. Они говорят эхки, кей, уарсква. Там прямо так и идет перечисление. То есть они берут именно вот это пограничное. Я говорю за исторические моменты. Снова же. Я хочу, чтобы вы понимали. Мы не говорим об остальном. Это власти уже разберутся с ними. Я имею в виду тот, кто занимался игрой. А исторически ни эхкей, ни кей, ни уарсквай. Никогда не. Ну как это может быть? У меня фамилия, допустим, Чимаев. Мне многие балкарцы написали, кабардинцы написали, что у них есть Чимаев. Фамилия Чимаев. Очень много. И они говорят, они тебе родственны, сюк бахца. Но у меня нет никакого человека здесь, Штайнеса, Гергелу, да. Егапла группа, я в социальности, Санна Ау, да. И могу ли я после этого заявлять, говорить, балкар шаман, арбу нохчи шамабил, Чимаев, арбу, уэйниш бубу. Это? Ну и отсон ты, а что зациклены, будет по фамилиям там, а вот что еще будет, не понятно, что ключер, Язин, и горец Алязина Гуи, я знаю, кто он. Он здесь с первого дня эфиршка хуршу, и он пишет, нохч махквай муча, нохч это нохч махквай бахца. Дик ханурду уэйн и хуш, тагана царь или елва, что и хум. Но мне обидно другое. То, что наши некоторые клоуны повелись на эти сказки и говорят, нохчи бог, нохч махквай хадел, дац. Дукбаш, ищет камел, дящик, дебил, нохч махквай термин появился в 19 веке. Нохчи термин появился и есть он в обиходе 7 века. Тогда какого флага вы говорите, что нохч махквай, это нохчи появился от этого нохчи через А. Аудала хермадуэ, тиешермадуэ, эзбазбога, это наивный, остан вауан ха. Это стоит на хуа авел уаэшем, а эрману ватса, никогда хилла ватса. Это не от нахч махквай появились нахчи, а наоборот, нахчи шейх оманс эйолдер, цунс эрахтили, эцметя йолчу название, ичкери, да, яка название. Там генетически теще мои цара духомоена, гучамадех, не цадик дона и проект волошен дун сюка усос генетически интерес хилари.
Вот на дайволушка, это же один кино гучельчи, он их штунду те худу те, это результат, это разные. Это Дагестане же один ню алгоич, да, это Полоновский, ворматсон сухина. Ну, там, кажется, не одинаково, они не с общим отцом. Да, Нумерация. но имеется в виду вначале, что духом Мацахари, дух Болчан, ну, кезик Болчан, Бецахар, так что каже, денег, цадика, да она, тана гуш дух из нас, ауха, начиная с ауха, заканчивая орствойцами, у нас повсеместно идут G2, G1, L3, 90%. Я думаю, кио групп шаюется, а кэст ваш да. Бо куду масса равномерно хаю, шукри лам чуаю, лахаю, мал буде аю баля, мал баля хаю. Ну, а да, а сальзамали, це хуюха. Жамбула, тем. Жамбула. А да, хакара шаш алан, что бож, дейтин дола. Но сегодня, когда ДНК сдали, и вот эти нашли захоронение раннеаланского периода, коренной цена ДНК совпадает и с ногчетейпом шоной, и с тейпом эрсбатвой, и с тейпом кюбочет, массер совпадает. То, а каршеш алан, что бож бочерец, анде совпадает. Из-за дубана. Ах, мухули, ты заявляешь, что ты великий Алан, мага столица была у нас, боже, а камиль ждешь, а у тебя не совпадает. Это раз. Во-вторых, не только шо, нуай, эксбат, нуай, горд, нуай, энг, нуай, дишни, кюйошам, дукабу. Речь не об этом. Речь в том, что у них-то нету этого фактически. Почти я моя цель, код. На каком основании ты можешь заявлять, что ты являешься древним Аланом? Ну, я вам что он дают, да, свои ненаучные заявления, сейчас, что он это мой громкие заявления, что я, это Бог был, что ну, смешно, да, в научных кругах смешно, ходуется, он выявится, скажем, дело дует, до, потому что Алан, что выше дуется, а Бог был, олшца, хорошо. Та новички шбат, та кегина шбат, прийти, я речу, цер халю, чого, вібош, маш, мою корду, що там гештує. Ажим києтам бол, чуна, та бухума гамаляй, дон нохча ошила, києт шекома ошила, жим києтам бол, чуна, халяк дела, хун бог тіяко, і нохча, чу еля дела, та бог буй тіяко, дюч, дол камеля, хажма візи, халан, штуй, малан, штуй, бахарха, Да. научный да, что Бог билен бата из-за хабар холцана. Серьезно, да. Цуни да сун угар кюат хиешек дон. И орстра была эхке была в языковом плане халдун определить ну чеченский язык там говоры диалекты разные, да. И сегодня да он цутел те да печать то что он генетически двое. Те же орства буже 2, буже 1, L3, UG, там. И равномерно да оуха хайох шукета цакам цахалча мухи дари. Интересно, Джамбула. Ты можешь географии, как ты знаком с географией? Я ищу твою географию, но я ищу. Смотри, расселение, ты заметь, как орстхоевцы, это первый подметил Руслан Арсенукаев. Я до этого не задумывался. Хаджа Муацарсу до этого и Юияс. Оказывается, когда ты смотришь географические расположения орстхоевцев, именно орстхоев, как часть чеченского народа, как Тухум, расположение его находится именно в лесисто-предгорной части, начиная с того же Черных гор, Инсиол Меткерева и Юкайл. И они идут оттуда уже кида Расип и Пашатою, и даже Беркела, Аргуня, Куршуя, Ауха. Вот есть горы, есть предгорье, вот примыкать аж именно, вот черная полоса уже начинается, и плоскостати. И они вот так, начиная с запада до самого Сулака, идут орства.
проживает в разных местах, и именно предгорная часть. Его вот гипотеза Арсунукаева намного вернее и правильнее будет. Уарсхуай, они именно те касты, которые, когда мы знаем все по истории, знаем, что всегда при любой опасности ногчи всегда уходили куда? В первую очередь в горы. И первые, кто должен был встречать любые нападающие войска, были, вот почему мы говорим, Орства, это военная каста, потому что они первые должны были столкнуться именно с теми, кто был, принимал первый бой на себя. Ну, из этой версии, Бадагди, Сун, Это гипотеза, само собой. Сун, Орства версии, قطع версии, Сун, Бадагди, Сун, из Гуля, Хуахиет, масла, Ваймата, Арс, Уарц, Дуйдон, ну, идут черные горы, лесистые горы, Богдуй, Уарца Вайла, масла, Ланте Вайл Богдуй, Уарц Вайл Бога, спасайтесь, Бог, Санду, Ваймата, горы, Бог, Санду, защищайтесь, да, уходите. Ланте Халдог, Уарц, Эрсной Буй, Саботерам, халах хабар шуючун версии будет тут я буй бош. Ну это вот я твой веш ду и даже что ли хом ждать угар хал веш даже до и дон ворон твой и дон бун. Угар хал войди аш ду и так бекие чар хат сабот и дон. Also бузуртана сана арба мобо дон ашеш бош ду из бо. ويش كتعبوا كرياتشا там базар وقتی دان سر ایردو کنه و 80% بالا 90% sen بات نوچی باشی تا تیش می بات است و مش دو سوق سازيلو هو هاي زنبولا يعني короче свой шок иногда чаговать говорит вы же оскорбляете нас ба а когда мы вас оскорбляем Ацунхасу был герой. Ну ты называешь нас собаками, ба. Грязной собакой. Когда мы называли вас грязными собаками? Но ты же говоришь сюли, ба. А сюли у вас обозначает грязная собака. С чего ты взял? Сюли это такое же название, как вы там называете нас буртиналами и так далее. Я не знал, нам сказали, что это оскорбление от вас, ба. Просто необразованных людей очень много, непонятливых людей очень много. Каждый несет свою чушь по-своему. Ну, в комментариях, келах улица, нахта бьюх сюли буйца, киечани, бошцани, коман, хума, мегердат, бусу, болча. Бьюх выглича, иди это уже излишнего. Ну, и что, ночи дома дуется, сумшдон, цадич, баадердон, милах, ками, даладон. Тем более сюливая лула больше, бусулба больше. Кывмадата тани хадяхкин история кы. Да, есть моменты с человеку, я сюда. Но я не сторонник того, чтобы он ониги, дикниги, бог штатства, ой, бог гуду. Главное, чтобы каждый оставался собой. Оце гуца бож. И хельчане, воин цасу или циганш, воин ног бац. У нас... Да, но бацаса хукела язош, саболчак бож, дарит дяш. Он боды читаю, была язош, разумела. Уже, я честно сказать, иногда бываю сам в шоке от того, что здесь начинают писать. Заборется, а он... Я серьезно даются, серьезно он даются, начальник даются, поэтому, но я могу понять, у них есть за что ненавидеть их. Я могу понять, я полностью на стороне своего народа, хотя сегодня они стали уже ингушами, получается, уже уже доклад сделан, а по докладу они уже не чеченцы, вот. Ну да ладно, сейчас речь не об этом. Как раз таки, если мы говорим, цара сокьетару, они очень сильно пострадали от этого. Чеберлаш сокьетару, которые пострадали от этого. В принципе, ченты соцара кьетару, потому что они пострадали от этого.
Понимаешь? И каждый, если ты посмотришь, каждый может, кто-то может считать Шамиля героем, а кто-то может его считать просто исторической личностью. Кто-то может там считать, там, я не знаю, себя чуть ли не великим потомком того или иного, но самое главное в данной ситуации, я считаю, в этом докладе очень много моментов, где есть подводное течение. Очень много моментов. Почему? Потому что как можно так быстро в течение 3 лет петь одну и ту же песню, а потом переобуться и стать говорить о другом? И причем кас дебахсар, хауса хаус бахсар, научно подходить дебах. Будем подходить научно с точки зрения ты по ДНК, другой по лингвистике, третий там, я не знаю, по географии. Надо смотреть картографии, надо смотреть, надо разоблачать. Я считаю, что данный памфлет написанный, если его оставить, билабель, забарин, адите, эцуману баня, ну, может быть, не через год-два, но лет 50 или 100 пройдет, из-за этого ци-айнаду. В любом случае ци-айнаду. Из-за доктора. Из-за доктора. Алуш бацмац, он забеш. Он sabes, круга сунан, та, ой, эйлам нах исторический, царь-царь, луша, как вахауш, мекш бацеца. Да, вай, удуа. 3 года уже. Эйлам наха, шель айкалу, сават бошашку. То есть они считают себя вот такими перцами, понимаешь? Вот и все. Они себя считают такими. А общество воюет уже на низшем уровне, ну, низший уровень был, на земле. Ой, и доклад, да, Асьют Ахтабах, это 94 страницы доклада. Там 3-4 страницы касаемо ауховцев, масла Бахас. Одна страница касаемая там чисто лам ахкой. Другая страница касаемо. Я должен, каждый карабулаки должны взять про себя. Азана оса, хугази, лавши. Акамичаду, камичашу, миршту, тходолч хайнаш, лавши, хилладацал, масла бахасам. Пич вала, пич хилбес, баца, мы подтверждаем, яраху карма бахаду, подтвердит здесь. И вот так по каждым моментам. Допустим, они говорят, что кабардинцам, черкесам, пседахе, дюлкеча платили дань, а мы не платили бая. Тогда мы должны поработать над этим. Елла, войнохчиш черкешан дан тига, говниш цейла бошта, утверждать. Насколько это достоверно? Насколько достоверно то, что Бюлкер, Пседахер был нохчища, етерг варства зудёвич сахилла, еялош сахилла. Надо проверить это, опровергнуть. Надо по ококам опровергнуть или показать, доказать. Если не сделаем, то мы, получается, просто-напросто не любим ни свой народ, ничего другого. Кто-то задонатил, само донатил, а ты не что, нет, Джамбула, хамат донатил. Само задонатил, да, ищ ситуация, и он Джамбула. Поэтому, если мы, допустим, если вы занимаетесь похудением, они говорят, что 90%, с каких это пор 86% перешло на 90%, из чего взяли просто любой ДНК-проект вести, я что может провести анализ. Насколько я знаю, Черто Эдигер был, он докладывал... Ясно, соцпроекты, что выколвин, помел, шварцерас, царь, я не веду тот, кто хоть маломальски разбирается. Но Черты Эдегерова, год тому назад, я чувствовал, язин постер, и по этому посту Уарствой намного ближе, Уарствой тейпы намного ближе к Цуантрой, Энгной, и там прямо перечисляется, и общий предок у них намного раньше. Тогда получалось, что они ближе, он доказывал, это насколько близки на самом деле Уарствоевские тейпы к чеченскому народу. Это все было в проекте, ДНК-проекте, он просто сделал этот текст. Если каждый будет делать так и скидывать материал, можно напросто, просто-напросто. Они же хотели, чтобы мы их обсуждали, чтобы мы это решали. Мы решили, обсудили.
Tsundere, Sir, Noka. Ugar halk sir, بعضك دي شغال ديش زي أوجر هالشيء ديش شو تاري هندي شو راسكو شيء يقايا شو تاري إنسان خسخية شو تبوس والله تبوه تسقيت قصنا 90% у нас чистая борщ, а он ждите цердан последний 2-3 года. Халы та ше ёщар решению каду церис. А как только тинца орства юка мобу L3 уже 1 G2 юцер. Цер негацин и G2 бия чисто признать ящается худобахку, что орства вопрос сразу центр, модо цен G2 G1 L3 бия моя цен орства цен сутя ушчак бърбу цаши койочу. Так шейну карас колири цер. Так куда бахку шно, так латна шау, ну, вой бяхки херду, вой питанди наш хербу, цута юшейну каца питанди алла, цахом хидлит бахку ше, худало, ё латна шповисурду царю дон, ди хара си хара дон, акер шейнаш дука, шейнаш дубош уже дон, основатель штон, акар шейнаш базош, хотя историю и доколе Сунжинский район, даже чеченская, ой, долча, очкой мартанцу, а вот царь ки не арчуш, санхайна ягаин. Ну, а с богу куду, шейк цельник, алга чувахца, ой, долча, шейлатна, что ин бука орская, да? Сторона царя язва, что типа шейчар, юло, что ина основать, архоко, ина бош. Каан урин, питан кяхча. Оля, кина бари царь, юло, бар. Питан шлуца шейнюка угархал шейнюка кячу шлуца питан сунах унцакиятуш и 90% ючи там наксан шяшдон Россин гуттар Россия мунгол царский империн гуттар мутахлаш яш бахадон та орское мацахылат ах кудо цардон. Не, теперь в этом докладе как раз таки они перечисляют фамилии, которые были в царской милиции, баца. То есть они уже подводят, и к этому тоже подводят уже. Не все так просто. Единственное, довод, что санен на сазуда дон орствою, санен еще цана, короче, орствою, что хумш дивите, короче, что ты был, то есть год, ну худу хилч дон, так худош дон. Сунца юхтер политик, гуттер санен хуай стунс хуай о хуушаш бе. Gergala tas nohčašs tunca diez, но юктер хуй дово чац алвертекса. Цуте был шпух в принципе. Это, конечно, не довод. Ну, хотя какой человек научно может сделать доклад и говорить, у нас одинаковые фамилии, и значит мы один народ. Это, конечно, очень смешной подход. Да и плюс ко всему, если так говорить, сегодня есть жители Чеченской Республики, допустим, кумыки, которые знают чеченский язык. Тогда на этом праве мы должны что сказать, что кумыки это тоже чеченцы? Нет, кумыки говорят, что мы кумыки, но мы граждане Чеченской Республики. Если мы с тобой разговариваем на русском языке, это не обозначает, и если мы говорим там, на другом говоре, я не знаю, питерском говоре или московском говоре, это же не обозначает, что мы с тобой русские. Или гыкаем, или гыкаем. Нет, конечно, это чушь собачья. Поэтому есть, допустим, я знаю ситуацию, я же рассказываю на своем примере, когда мне балкарцы или кабардинцы писали, что есть. И еще я спросил, есть у нас на карте под Нальчиком селение, на карте было селение Чечен-Аул. Чечен-Аул. И я спросил у черкесов, братьев черкесов, как же вот касаемо вот этого вопроса, как они попали вообще под Нальчиком, недалеко было селение Чечен-Аула. И они мне это объяснили. Они говорят, что у кабардинцев были князья Чеченовы, но снова же они говорят, что это были кабардинские князья Чеченовы. И они основали это село, и поэтому он назывался Чечен-Аул.
Çiçeğin avulları, Çiçeğin yurtları, avulları, Çiçeğin yaşasın avulları açıyorsun. То есть они обосновали это. Но я не вижу, чтобы прямо ногчи бежали и говорили, Черкези, Лахтандя, ногчи, Чечен, Аулио, или там под Ростовом, недалеко от Ростова есть город Нахичевань, это тоже ногчи, Шеленю, и тоже наша тема больше. Зачем это делать? Это же глупо и ненаучно. А они научно подводят итог. То есть, если Хуламру, допустим, Ломар диалектёш, Авалах и Тонкалар, Масла Авалах, а еще диалекты, цер диалекты, совпадают и царубах. И Галгамах Бубах царубах цер. Izējot ir cadodon, Orsvaš cēni, самот, будет цēni, То есть, получается, если они соответствовали, мы тоже, через всю Чечню пройти, Халах Заямна, язу диалогу, там, Гергало, Нагабе, Бог, куда дня истины, ну да, улез, я дал за Алилу, точно бияло, что ли. Моата, улер, с запада на восток, чахицлуш, мабуи, соседство, где там есть, тербуда, галанчерский диалект похож с ингушским, но он также похож с чеченским и шатойским, ситум-калинским, диалектом. Верно. С кистильским похож тоже. Это у них как-то не укладывается. У них сразу с ингушского сразу на чеченский равнинный диалект переходит. Они не понимают, что... А ты представляешь, что они скажут, Джамбулат, если у тебя совпадает диалект, если у тебя J2, если у тебя ко всему этому баунусу, если ты... Жена Там вообще такая адская смесь получится. Ты хочешь, не хочешь, телевизор, поэтому... Да, и что, какие моменты есть, интересные, вот, сумца и научно, и что человек, наблюдение улицы, но те же Нохчмахкой и Духой, Ичкиринский, Ж2Л3 и Орсвойский Ж2Л3, как бы, 1200 лет назад, разойтись буквыш, что L3 с L3, что G2 с Орсвойскими. В моменте, значит, если подумать, они уже на равнине они были... Насколько если... нет, Цуандро там было 900 лет. Да, 700 лет. Ну, а сам, конечно, Бог и Бог. Безумно. Koppat pistik valari simsohtor var koya. Tamam huvilla tees koya film. Koppat pistik valari simsohtor var koya. Tamam huvilla tees koya film. Koppat pistik valari simsohtor var koya. Ну, так бывает.
Джамбулат Бяхмабилла, это не из-за меня, к сожалению, есть некоторые моменты, которые не мной регулируются. Это подводит техника, это подводит уже не в первый раз сегодня. По мере возможности, конечно, было бы хорошо, если бы не прерывались эфиры. Оэх дерцумдацун, специально денумдацун. К сожалению, перебои происходят, и я хотел сегодня, ладно, на завтра оставлю хорошую новость, хороший подарок хотел показать, который хочу поблагодарить Джамлая, брата, который подарил книгу, которая у нас, иншаллах, будет. Я просто безмерно рад. Эта книга ограниченная. Вот она. Вот у нас есть теперь вот такая четкая книга. Вы просто не представляете, насколько это важно, нужно. Книга Лечи Ильясова очень высокого качества, просто не передать. Ограниченное количество. Здесь я даже руками лишний раз трогать не хочу. Бумага, работа, типография просто самое интересное, чтобы было. Вот какими должны быть научные издания. Институт этнологии и антропологии Миклуха Маклая, Российская академия наук. Очень высокого качества. Я просто настолько сильно радовался этой книге, не знаю, наверное, эта книга просто по материалу, смотрите, какая она. То есть здесь все настолько четко, каждая фотография очень высокая. Они не продаются, это ограниченное издание. Я просто восхищен. Здесь каждая археологическая культура. Я про нее, наверное, все-таки больше вам потом расскажу, покажу. Закладки, неолит, энеолит. То есть здесь только материалов, раскопки, фотографии, графика. Все это просто не передать уже, реально. Это просто-напросто. Смотрите, какая красота. Вот меня спрашивали многие книгу. Смотрите, вот эти картинки. Где, как, кем. В конце книги написано. Что написано, я не понял. Единственное, да, онхалла книги у меня нету написанной, но вот здесь подписанная печать, формат, объем. Печать офисная, бумага мелованная, тираж 1000 экземпляров, всего 1000 экземпляров, но здесь очень серьезная работа, и самое интересное, что мне нравится, посмотрите, что написано. Книга предназначена для бесплатного распространения. Видите? Бесплатного распространения. Вот что значит быть человеком, любящий свой народ, любящий свою историю. Это вот при поддержке фонда Зии Бажаева сделана книга. Здесь такие серьезные, как вы видите, фамилии, работы, очень много Харадзе, Хансан, Белинский, Формозов,
Слонов, Смирнова, Степанян, Страбон, Студенецкая, Сулейманов, Татаева, Тихонов, Тменов, Толстой, Тулагов, Умаров. То есть такие очень серьезные работы. Книга очень толстая, монотонная. То есть я очень сильно радовался. Теперь на пару шагов ближе к мечте своей, как говорится. То есть осталось еще приобрести 2-3 книги очень дорогие, которые мне нужно для нашей истории. И уже тогда, отталкиваясь от этих работ, я начну работу над своей книгой, которую напишу ее по своему видению, как я считаю, какая была история нашего народа. Вот это по моему пониманию. Поэтому я очень сильно сам рад. Это один из самых дорогих подарков, которые я получил за последние, наверное, года 2-3. Очень дорогой подарок, неописуемый подарок. И самое интересное, что многие материалы, вещи, которые написаны, не оскорбляя наш народ, и это для меня очень важно. Да, в Аухе были башни. В чеченском Нохчи Аухе были башни. А что были в ингушских Аухе, в ингушском Аухе, я не знаю. Но в Аухе чеченском были башни еще какие. Об этом есть доказательства. Поэтому, уважаемые мои братья, сестры, я хочу вам сказать огромное спасибо. Прошу прощения, то, что сегодня несколько раз мы прерывались. Но, к сожалению, как говорится, есть моменты, которые зависят не столько от меня, сколько от моих возможностей. Иштхама Штушун, огромная благодарность всем, кто был сегодня в эфире. Завтра эфир, если у меня получится, если я смогу немножко подсуетиться, в эфире Хаусардуэй, материалы по разоблачению, по опровержению вот этой информации, которая у вас есть, можете присылать мне в директ. У кого есть в WhatsApp можете присылать. И будем смотреть, будем каждый момент детально смотреть в книге полностью эти статьи, как они написаны, как их вырезали. Все это мы будем работать. И 3 братьям, 2 или, кажется, 3 брата, которые прислали донат. Аллах дал саёшу донат, дал дух дал. Сейчас особо тяжелый момент для нас всех. Я знаю, что многие не могут себе позволить не то, что подарить какой-то подарок или донатить, или, как говорится, уживаем. Тяжелое время, попытаемся пройти его вместе достойно. Масера Дерезхил. Тут весь эфир. Мага 717, ты немножко опоздал. Кажется, ты перепутал эфир. Тут ненависти к ингушам нету. Тут ты, наверное, немножко попутал. Здесь разоблачение как раз сказок и мифов, которые говорят про нас. А так ничего нету. Сажим голове Аллах, Мага. И опоздал ты. Всем огромное спасибо. Да, сайл донат яйтинчун бюз дейгал урламаза дал чеду алоритил. Не забывайте ставить лайки, приглашать нам все больше и больше новых подписчиков. Огромное всем спасибо. Адекюэл, с вами был Башар.